Здравствуйте, уважаемые филологи муниципальных образований Республики Коми. Сегодня мы с вами встречаемся в 4-й раз. У нас сегодня тоже немало гостей. И первое я представляю слово Марине Анатольевне Габовой. Прошу любить и жаловать. Добрый день, уважаемые коллеги. По поручению министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми сегодня мы начинаем наше заседание Республиканского методического объединения учителей русского языка и литературы с рассмотрения вопроса о возможности включения в образовательный процесс ресурсов российской электронной школы. Возможно, кто-то из вас участвовал в апробации ресурсов российской электронной школы, которая проводилась у нас в республике в ноябре и в декабре 2017 года. И сейчас эти ресурсы есть в открытом доступе. Вы можете через поисковик задать прямо «Российская электронная школа» и выходите на сайт «Российской электронной школы». Здесь можно сделать выборку по предметам, либо по классам. Давайте посмотрим по предметам, как это выглядит. Можно выбрать учебный предмет. Давайте литературу посмотрим. И на данный момент у нас представлены ресурсы для 5-7 классов. Остальные пока еще в разработке находятся. Давайте посмотрим, например, 6 класс. Мы видим программу для 6 класса и те уроки, которые на данный момент разработаны. Достаточно много уроков уже в открытом доступе мы можем видеть. Давайте возьмем какой-нибудь урок. Вот, например, урок 20 для 6 класса, теория литературы, литературная пародия. Все уроки ведут реальные учителя московских школ, победители разнообразных конкурсов. И здесь представлены видеоролики, видеозаписи уроков. Можно найти конспекты уроков. Упражнения и задачи, которые вы можете предложить ребятам для выполнения. Пример подобного задания. И проверочные задания. Проверочные задания доступны после регистрации на портале. То есть практически весь материал без регистрации нам с вами доступен. Также можно сделать выборку по классам. Смотреть. По 5 классу, по 6 классу. Например. Также потом мы выходим на предмет, выбираем предмет, выбираем урок. И в таком же ключе представлено видео, конспект, упражнения, задачи и проверочные задания. После непосредственной регистрации на портале вам будут доступны и дополнительные материалы для учителя. Это учебные планы, тематические планы, рабочие программы по учебным предметам, контрольные задания и другие материалы. Также есть возможность у учеников после регистрации на портале использовать дополнительные возможности. Я бы хотела вам дать сегодня домашнее задание. Рассмотреть те ресурсы, которые предлагаются по вашим предметам, по русскому языку, по литературе. Продумать, как вы могли бы встраивать их в свою образовательную деятельность. Напоминаю еще раз, это прямое поручение нашего министра. Спасибо. И я передаю слово Татьяне Петровне Матвеевой для вашей дальнейшей работы. Надеюсь, что работа будет у вас плодотворной, интересной и содержательной. Спасибо. Я думаю, что вам придется потом пересесть вот сюда. Я сейчас не хотите пересесть. Так, сейчас я должна еще найти. Итак, коллеги, у нас сегодня тема «Кадровое обеспечение
педагогического процесса, повышение квалификации. Так, сейчас откроется, загрузится. Так, вот тема. Повышение квалификации учителей русского языка и литературы, аттестация, наставничество молодых специалистов. Итак, значит, мы начнем с вами такой определенной логики. Значит, кадровое обеспечение для нас очень важная проблема, и ее ощутили на себе уже все школы. Значит, и посмотрите, вот я так составила небольшой слайдик, значит, посерединочке педагог и те, кто принимают участие и в подготовке этого педагога, и в повышении квалификации его, и в переподготовке. Поэтому участников в этом много. Сбоку я написала форму повышения квалификации и переподготовки. И вот посмотрите, внизу базовая подготовка к профдеятельности в ВУЗе. То есть именно там закладываются основы профессиональной компетентности наших учителей будущих, и с них мы именно начнем. Но для начала я показать хотела, значит, слайд с сайта управления образования городского округа Сыктывкар. Посмотрите, за все годы здесь опубликованы файлы, где написано о том, как у нас реализуется комплекс мер, значит, по кадровой политике на период до 2020 года. То есть этот вопрос действительно актуальный, он на повестке дня управления образования, потому что это важнейший вопрос, значит, обеспечения школ, образовательных организаций кадрами. Я так думаю, что это не только в Сыктывкаре, но и везде так. Итак, наш уважаемый ВУЗ имени Петерима Сорокина. И первый вопрос, который нас интересует, как идет подготовка студентов, будущих учителей русского языка и литературы к работе в системе общего образования в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Поэтому у нас сегодня есть гости из СГУ. Это Ольга Анатольевна Познер. И, конечно, наш уважаемый председатель РМО, это Сергеева Наталья Станиславовна. Вот им и мы предоставим слово. Но для начала я хотела бы показать, что я погуглила программы, значит, на сайте нашего вуза. И здесь, в общем-то, нашла, что, значит, в основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки педагогического образования при квалификации бакалавр у нас написано много чего того, что востребовано в данный момент в школе. В области обучения, посмотрите, написано разработка, реализация программ учебных дисциплин в соответствии с требованием стандартов, планирование и проведение учебных занятий, участие в разработке и реализации программы развития, организация осуществления контроля и оценки учебных достижений, формирование универсальных учебных действий, формирование ИКТ-компетентностей и объективная оценка знаний обучающихся, ну, в соответствии с разными методами контроля. То есть вузы должны обучать молодых специалистов всем актуальнейшим, значит, умениям, которые востребованы именно сейчас в школе. И вот у меня первый, значит, вопрос к нашим гостям. Как обстоят дела с подготовкой молодых учителей, именно филологов, вот по тем вопросам, которые были озвучены ранее, пожалуйста. Должна начать, поскольку речь идет Представьтесь, пожалуйста, немножко. Меня зовут Ольга Анатольевна Познер, я кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии университета. И я руководитель программы, которая называется «Филологическое образование». Эта программа входит в направление подготовки педагогического образования. На сегодняшний день на нашей кафедре реализуются 3 программы подготовки бакалавров. Это русский язык и литература. Двупрофильный бакалавриат – это английский язык и литература, тоже двупрофильный, и филологическое образование – однопрофильный бакалавриат. Ну, вот 3 первые – это студенты, которые завершают свое обучение, это 5-й курс, а филологическое образование – это студенты с 1 по 3 курс очное отделение и
первый, пятый курс, заочное отделение, и на будущий год мы тоже планируем принимать по этой программе на первый курс как очного, так и заочного отделения. Студенты, которые обучаются по программе филологического образования, ориентированы на три сферы профессиональной деятельности. Это прежде всего три вида профессиональной деятельности. Это прежде всего, конечно, педагогическая деятельность, это исследовательская деятельность и культурно-просветительская деятельность. Ну и все три вида, конечно же, связаны прежде всего со школой. Программа составлена с учетом ВКОС, с учетом стандартов педагога. Вот все те компетенции, которыми должны овладеть будущие учителя, которые озвучила Татьяна Петровна, они в программе представлены, и дисциплины, которые составляют программу, они учитывают, конечно же, вот эти принципы. Программа состоит из дисциплин общей педагогической подготовки, общей для всех программ направлений педагогическое образование. Это дисциплины общегуманитарного цикла, это дисциплины естественно-математического цикла и психолого-педагогического. Кроме того, есть развернутая вариативная часть, где осуществляется, собственно, подготовка будущих учителей русского языка и литературы. Состоит она из крупных модулей, которые студенты осваивают на протяжении всего времени обучения. Это современный русский язык, это история русской литературы, история зарубежной литературы. Изучаются блоки методики обучения филологическим дисциплинам. Ну и все дисциплины вариативной части, они направлены на то, чтобы сформировать базовые, необходимые для учителя-словесника компетенции. Все такие вот общефилологические, классические предметы мы по возможности, конечно, ориентируем на то, что наши выпускники пойдут в школу. Допустим, дисциплина стилистика у нас представлена как стилистика, стилистический анализ текста в школе, ну и другие. И это те дисциплины, которые направлены на освоение методик, в частности, это методика обучения филологическим дисциплинам по новым стандартам, это информационные технологии в филологическом образовании, это профильное обучение и многие другие. Кроме того, программа предполагает несколько практик, которые студенты проходят на протяжении всего времени обучения. На втором курсе это учебная практика, на втором же курсе это культурно-просветительская практика, и связана она у нас прежде всего с подготовкой студентов к проведению внеурочной деятельности по предмету. На третьем курсе и на четвертом курсе это наши главные практики, педагогические практики, практика в среднем звене, педагогическая на третьем курсе и вот в старшем. И, конечно же, это преддипломная практика, где уже студенты продолжает формироваться исследовательская компетенция, они ставят и решают задачи в области филологического образования исследовательские, и потом выходят на итоговую аттестацию. Это государственный экзамен, в основе которого проверка студентов прежде всего по дисциплинам методической методика обучения литературе, методика обучения русскому языку, ну и другие, да, и педагогические, и, собственно, дисциплины профессионального цикла, и защита выпускной квалификационной работы. Вот так выглядит программа. Пожалуй, у меня все. Коллеги, какие вопросы есть? У кого из вас есть молодые специалисты филологи в школе? Есть? Есть какие-то вопросы по подготовке? Да, потому что руководитель образовательной программы бакалавриата, да, бакалавриат здесь присутствует как раз по направлению педагогическое образование. Вот, поэтому, если у кого-то есть какие-то вопросы, какие-то сомнения или пожелания, конечно, было бы очень хорошо услышать. Потому что приходит молодой специалист в школу. Ну, тогда у меня вопросы есть. Так, значит, скажите, пожалуйста, вот в области обучения
разработка программ учебных дисциплин. Есть такой отдельный модуль, такие темы. То есть учителя, выпускники, они приходят в школу уже с умением создавать рабочие программы учебных. Создавать рабочие программы студентов учат в рамках курсов методика обучения литературе, методика обучения русскому языку, обучение филологическим дисциплинам, полевым стандартам, но прежде всего вот в этом базовом модуле методическом, который у нас на третьем курсе перед первой педагогической практикой. Специальные дисциплины, которая вот так бы называлась разработка учебных программ, такой специальной дисциплины нет. Мы, к сожалению, очень ограничены временем, у нас всего 4 года, да? Понятно, что пожелания разные есть, вот такую дисциплину вести, такую в рамках базового курса методики, об этом идет речь со студентами. Теперь все понятно. Вот теперь все понятно, да? То есть они приходят, первое, что им предлагают, написать программу. А они ее писать не умеют. Потом курсы научной деятельности нужно разработать. Курсы новых предметных областей. Вот научная деятельность у нас есть такой предмет, и есть Это программа. Именно умеет писать программы, тем план, работать с дидактическими единицами. Вот это явно не хватает подготовки нынешних учителей. Зато я хочу обсудить с том, что ваши студенты умеют составлять технологические карты уроков. Молодцы. тоже в рамках. Это просто здорово. Так, объективная оценка знаний обучающихся. Значит, у нас сейчас очень востребована такая вещь, что в соответствии с ГОС оценочная политика, кадровая оценочная политика, да, строится самой школой. Это входит в ее компетенцию. И у нас все педагоги, включая филологов, должны уметь создавать КИМы. КИМы двухуровневого характера, да, должны уметь составлять спецификации к этим контрольным измерительным материалам и вообще работать с любыми формами контроля. Скажите, пожалуйста, вот этому обучить, то есть имеется в виду не с готовыми, а с разработанными самими учителями. У студентов-бакалавров есть курс, который называется «Современные средства оценивания». Его ведут специалисты нашей кафедры, они, естественно, учитывают специфику филологического образования, подготовку учителей русского языка и литературы, знакомятся с разными формами оценивания. Студенты готовятся к этому. Другое дело. Но вопрос, Как выход? Они могут такой фильм создать? Прослушать одно, создать могут. Только практика ориентирована. Мне часть этого могут написать программу, создать кино. Могут. Студентов этому учат. Студенты бывают, конечно, разные, они должны этим владеть. У них есть такой курс, они знают, какие есть формы оценивания результатов, качества обучения. То есть на уровне только знания, да? Почему только знают? На уровне создания, то есть применения. Ну, практически тоже они работают с этими материалами, создают. Я не знаю, как это. Это у нас с этим большая проблема. Учителя, которые не различают таких уровни применения в знакомой ситуации и в новой измененной ситуации, они не знают, как написать спецификацию. И такое ощущение, что это не практика и ориентированность, вот это нет. То есть они набирают задание, чтобы создать КИМ, а какое умение проверяют это задание, они не могут сказать. Но такое ощущение, что этого не хватает. Не хватает опыта, может быть, есть, но тут должен быть опыт. Почему это должно быть привязано? Они могут чисто теоретически пойти, познакомиться, но для того, чтобы понять, как это делать, их надо бросить в эту глубокую воду. Алекс, в смысле, бросать когда? Он уже пришел как учитель работать, да? Ну, в общем, они должны прийти так в школу и понять смысл вот это, вот понять смысл. Это Я тогда, так когда понимаю, что он должен быть уже прийти подготовленным, квалифицированным специалистом. Там у них написано профдеятельность, подготовка к профдеятельности. Я читала, что у них написано в государственной итоговой аттестации. Там написано цель, готовность к профдеятельности. Так вот эту готовность, я предполагаю, что приходит на учение. А не так, что его бросили 1 сентября в школу, и он не знает ни как диагностическую первую работу составить и так далее.
Да, правильно. Возможно, да, не хватает не хватает именно практики. Да. Да, но, в общем, практика, сколько мы можем, мы, конечно, посылаем их на практику, и они проходят эту практику, и как что-то осваивают. Но в любом случае готовность выпускника и умение уже учителя, который приобрел некий опыт в процессе работы, конечно, это разные вещи, что-то приходится и на практике в школе осваивать, но нельзя сказать, что, в общем, не... Скажите, в ваших модулях присутствуют в названии модулей федерального государственного образовательного стандарта? Есть такие курсы, в рамках которых присутствует название. То есть они изучают именно с точки зрения уже стандарта. Планируем результаты, для них вот эта терминология, если Конечно, известна. это изучают. А вот почему форма государственной итоговой аттестации, я так поняла, она избираема на уровне вашего, значит, вуза, она состоит двухчастная. То есть первая часть теоретическая, а вторая часть фрагмент или полностью конспект урока, и, по-моему, заранее подготовленный, потому что на выступление студенту дается всего 20 минут. За 20 минут, значит, написать технологическую карту, построить презентацию мультимедийную и защитить ее, это нереально. Значит, это домашняя заготовка, да? Причем еще написано именно части, то есть урока. Скажите, пожалуйста, вот за эти 20 минут, что получается вот, цель проверки такой у студента? Ну, они должны показать свое умение строить фрагмент урока, да, продемонстрировать они должны свои знания в области педагогических дисциплин, в области предметных, вот русский язык или литература, они должны продемонстрировать свое владение методикой, то есть вот все те компетенции, которые формировались в процессе обучения, они в идеале должны быть, конечно, насколько это возможно, продемонстрированы в процессе защиты урока. Мы, собственно, потому и пошли на то, чтобы они защищали подготовленный фрагмент, потому что подготовить должным образом урок или его фрагмент за крайне сжатое время, это, ну, очень сложно, тем более выпускнику это, наверное, практически невозможно. Это все очень индивидуально, поэтому заранее готовый фрагмент, поэтому презентация, чтобы К фрагменту есть критерии? К фрагменту урока есть критерии? Ну, там разные могут быть варианты, это может быть фрагмент. Они должны там показать те, собственно, знания, те умения, которые мы... Сами как полагаете, этого достаточно? Вы знаете, сложно сказать, достаточно это или нет. Дело в том, что мы постоянно меняемся и наша форма итоговой аттестации. Мы как раз вот от более теоретизированной формы экзамена, которая долгое время существовала, все-таки перешли к такой форме, где проверялась бы и теория, да, вот это теоретический вопрос, и проверялось бы умение их реализовать, все то, что они узнали на практике. Это первый год. Да, поэтому пока сложно сказать, каковы здесь будут результаты, плюсы, минусы, как-то мы их, конечно, учтем и будем корректировать дальше, пока вот это первая такая попытка. Ну, я так понимаю, коллеги, что вот приглашение работодателя, я, получается, как председатель выступаю работодателем на этом экзамене, я приду и посмотрю, как наши молодые выпускники будут сдавать вот этот экзамен, да. Я так полагаю, что вы готовы прислушаться к мнению тех, кто является заказчиками этих молодых филологов. То есть мы бы хотели все-таки видеть не просто девочек, мальчиков, пришедших работать в школу, а все-таки с умениями. Если вот мы выдадим какие-то рекомендации, я вам выдам, вы будете к ним прислушиваться? Мы только готовы прислушиваться, но мы с радостью попросим от вас эти рекомендации, ваши замечания, и, конечно, максимально учтем, постараемся, во всяком случае, это сделать, потому что иначе без взаимодействия с работодателем. Я вмешаюсь на секунду. Значит, мне кажется, что успех подготовки учителя, который приходит в школу, все-таки в значительной степени зависит не только от результата, который вы тут сейчас будете наблюдать, но еще и от процесса этого подготовки, от участия работодателей в процессе подготовки. Потому что прием на практику, вот, когда учитель, достойный учитель, занимается со своим будущим преемником, по сути дела, к тому, кто идет следом за ним, это очень и очень важно. Потому что студенческой аудитории всему не научишь.
Вот. У нас тоже есть сложности и со стандартом. И я, наверное, сейчас, когда вот вступлю сама, покажу, насколько в непростых условиях мы работаем. И для того, чтобы получить подготовленного специалиста на выходе, вот, нужно, чтобы все усилия тут были объединены, потому что зачастую ВУЗ, он исходит из собственной системы координат. Вот. И той, которую ему навязывает нормативная база, и той, которую он еще сам конструирует. И это не всегда совпадает с тем, что готовы от него принять в школе. Не хотела эту тему затрагивать, Наталья Станиславовна, вы сами не вышли. Это вопросы практики, как вы понимаете. То есть вопросы практики тоже мы все в курсе, что такое практика вуза в школе. Я думаю, что это вообще отдельный вопрос. Обходить его не нужно. Придет время, мы его поднимем. Вот, потому что это очень важно. Другой вопрос, что если приходит неподготовленный учитель, то это ведь не только наша вина. Это и ваша тоже. В смысле, неподготовленный учитель? Вы сейчас о чем? Да, неподготовленный выпускник приходит. Это ведь не только наша вина, это еще и вина той организации, которая его на практику принимала. Вот. И здесь очень много других проблем. Давайте скажем о том, что это обозначено, этот вопрос обозначен. Вот. Но он должен решаться. Потому что никто из нас, извините, не вечен. Нет, мы И говорим человек, об да. объеме практики, Наталья Станиславовна, мы говорим об объеме и задачах, которые стоят перед школой, принимающей студентов-практикантов, так, и перед самими практикантами. Вот. Дело в том, что касается объема практики, а все объемы практики регламентируются федеральными образовательными стандартами высшего образования. И зачастую здесь что-то очень сложно менять, потому что есть вилки по некоторым стандартам, а по некоторым их нет. То есть сколько зачетных единиц поставлено, столько и есть. Филологи, Да, педагоги, для них какая вилка? я не могу сейчас сказать, я не знаю стандарты наизусть. Их вообще 4. Очень сильно, на самом деле, вот это практическое. Да. Да, студенты, когда в школу приходят, они не успевают вообще... Есть еще другой момент. Есть бакалавриат прикладной, есть бакалавриат академический. И там разные объемы практики. И вот, кстати говоря, вот я, наверное, когда сейчас вот буду выступать, я об этом тоже буду говорить. Потому что когда мы собираем все свои усилия, так сказать, в одном направлении, сконцентрируем, мы, наверное, и должны получать тот результат, потому что в отдельности каждый из нас выполнить может только часть той работы, которая должна быть выполнена. А как вот вы видите вот эту координацию? Вот Давайте дайте мне слово. Я скажу. Так, Ольга Анатольевна, есть еще вопросы? Ольга Анатольевна, можно я все-таки задам этот вопрос? Я уже 20 лет работаю в лице СКУ. И достаточно продолжительное время студенты филологического факультета приходили прямо вот группами к нам на уроки. То есть, кроме того, что они практику проходили, у них такие были выходы по вторникам. Вот они приходили и присутствовали на уроках русского языка, литературы. А потом это резко оборвалось, вот, в связи с перестроечными всякими ситуациями. А ведь это же тоже достаточно интересный такой ход, когда студент приходит и все-таки уже понимает, вот к чему он должен, он видит картину. Ему нужно находиться в этом море житейском, а не теоретическом. Вот. Вы далеко ходите в основном. Да, наши студенты тоже ходили и ходят в школы. Другое дело, что те преподаватели, которые ведут у нас методические дисциплины, у них есть такая многолетняя договоренность со школами, куда они ходят. 25-я школа, я знаю, ходит. Но это очень хорошо, что вы об этом сказали. Я думаю, что если вы готовы принять... Нет, это не потому, что я ужасно хочу. Мы, наверное, даже могли использовать эту возможность, тем более, что мы действительно находимся в одном пространстве. Есть этот выход в школу, они ходят, они смотрят уроки, они анализируют вот в контексте методических курсов. Ну и потом, естественно, на практику, когда они приходят, первая неделя традиционно такая пассивная практика, они ходят на уроки, они их анализируют, а потом уже включают. Слушайте, я понимаю, что когда такие вхождения, как прививка такая, да, ребенок
смогу через себя вот это пропустить. Остальные. Но вообще, да, вы правильно сказали, студенты тоже разные бывают. Студенты бывают очень разные. Студенты очень разные. И курсы очень разные. Так, еще есть вопросы? Так, я попрошу вас остаться, потому что вот сейчас мы говорили о молодых специалистах, а потом мы будем говорить о повышении квалификации. Я так понимаю, что ВУЗ в этом тоже этим тоже занимается. Так, ну сейчас я предоставлю слово Наталье Станиславовне. Да, У меня на на рабочем столе, да? Да, на рабочем. Как называется? РНУ? Нет. А вот. А какого примерно процента Так, я сразу, да. Ага, есть. Вы говорите, я буду еще. А нет, А нет, что-то нельзя будет. Давайте вы говорите. а тогда давайте поменяем. Так, я сразу хочу сделать пояснение, потому что, наверное, у кого-то сразу возникает вопрос по заголовку. Дело в том, что в прошлый раз мы обсуждали вопросы, связанные с оценочной деятельностью, контрольно-оценочной, и я не успела. Да, мы 2 часа там были. Да, мы очень долго заседали, я не успела и не стала настаивать. Вот, поэтому я сейчас просто на ходу буду перестраиваться. Дело в том, что у нас не присутствует один человек, и его функции я возьму в основном на себя. Это Наталья Владимировна Немирова, которая больна, к сожалению, но она должна была представить нам образовательную программу магистратуры в рамках педагогического образования. Я не могу ее полностью заменить, вот, но я буду говорить о тех проблемах, которые вообще связаны с подготовкой филологов в системе высшего образования, в частности нашего СГУ. И если мы где-то будем сбиваться на реализацию компетенций, связанных с контрольно-оценочной деятельностью, я прошу меня извинить. Вот. Дело в том, что в этих компетенциях как раз вот и эти самые проблемы и отражаются. Вот. Я буду говорить в определенной степени еще как член Федерального учебно-методического объединения высшего образования по группе языкознания и литературоведения. Поскольку я в этой деятельности тесно связана с Российской академией образования, значит, я буду параллельно затрагивать и вопросы, связанные вот с этими двумя группами. Посмотрите, это бакалавриат, педагогическое образование с двумя профилями подготовки, и вот еще филология, потому что это образование и педагогика, а это направление классического университетского образования, это шифры классификатора, и магистратура, педагогическое образование, 44-я так называемая группа, и 45-я группа, это языкознание, литературоведение, филология. Вот по этим направлениям у нас в университете ведется подготовка специалистов филологического образования, специалистов-филологов. Это немножко разные вещи, потому что это разные стандарты, как вы видите, по номерам. Вот. Хотя зачастую их путают, на самом деле путать их не надо, потому что они, как я уже сказала, довольно сильно различаются. Так, ну вот теперь давайте посмотрим вот это 440305. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Я просто очень быстро скажу, что все эти программы образовательные, которые ВУЗ составляет, они завязаны на виды деятельности. Вот посмотрите, виды деятельности в стандарте и подчеркнутые виды деятельности, которые выбирает ВУЗ. Он может выбрать все, может выбрать только в стандарте. Так, компетенции, прошу внимания не обращать, это связано с контрольно-оценочной деятельностью. Теперь вот смотрите филология по профилю русская филология. Это тоже виды профессиональной деятельности, это все бакалавриат, это вот научно-исследовательская, педагогическая, прикладная, проектная, организационно-управленческая, значит, у нас их 3 выбрано в образовательной программе. То есть, а что я хочу обратить внимание, и тут педагогическая здесь как основная. Вот проектную они не берут. И здесь вот научно-исследовательская, педагогическая, прикладная. Ну вот по
магистратуре. Давайте перейдем к магистратуре, потому что Ольга Анатольевна очень хорошо и подробно осветила процесс подготовки в рамках бакалавриата. Вот теперь давайте смотрим. Педагогическое образование. У нас профиль технологии филологического образования, виды профессиональной деятельности. Это педагогическое, научно-исследовательское, проектное, методическое, управленческое, культурно-просветительское, все. Почему такой широкий набор? Потому что магистратура, она обязательно профилируется, иначе образовательную программу не составить, и иначе ее просто не аккредитовать, потому что за все виды деятельности за 2 года ответить невозможно. И вот теперь давайте смотрим, какие выбраны у нас. Педагогическое – это совершенно понятно, и научно-исследовательское. Что остается за рамками? Проектное, методическое, управленческое, культурно-просветительское. Что напрашивается? Технологии филологического образования. Какие виды деятельности вы бы выбрали? Педагогическую, само собой. А еще какую, если это технологии? Конечно, научно-исследовательскую можно, потому что те же технологии могут служить объектом научно-исследовательской деятельности. Но в магистратуру идут выпускники бакалавриата или специалитета. И они идут на определенный профиль. И магистратура дает им возможность работать в образовательных организациях. И кроме педагогической деятельности, какая напрашивается? Напрашивается, наверное, методическая. И проектная тоже. И проектная тоже. Я бы даже сказала, управленческая тоже. И управленческая. Все невозможно. Вот. Педагогическую никуда не денем. Но, наверное, в той ситуации, в которой мы с вами находимся, и учитывая, что приходят на это направление, в том числе выпускники не только педагогического бакалавриата, но и любого другого, вот, значит, наша подготовка какая у них должна быть? Она им должна помогать работать в образовательной организации. Вот, поэтому, конечно, вот в тех условиях, в которых мы находимся, наверное, хотелось бы, чтобы программа была в большей степени сбалансирована вот в таком прикладном аспекте. Надо сказать, что кафедра это знает, кафедра это видит, руководитель этой программы это тоже видит. Вот. И поскольку в следующем году набора на нее не будет, мы это время будем использовать для того, чтобы составить вот такую программу. Так, вот посмотрите, кстати, вот компетенции, какие здесь есть. Вот. А по проектной деятельности, по методической деятельности, способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий, с учетом отечественного и зарубежного опыта, а проектной деятельности нет. Методическая деятельность, готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Методической деятельности нет. Вот, поэтому, вот, наверное, основная задача, которая стоит в данном случае перед кафедрой, перед руководителями образовательной программы, в том, чтобы необходимые компетенции в магистратуре были включены в образовательную программу. Виды деятельности, которые необходимы для республики, для системы образования, тоже были включены в образовательную программу. Вот, то есть это все, норма какая, что при разработке программы магистратуры общекультурные само собой, все общепрофессиональные собой, а профессиональные мы можем выбрать только те, которые относятся к видам деятельности. Нет вида деятельности, нет компетенции. Ну, от кого-то зависит выбор. От вуза. От вуза. То есть вуз должен правильно, сбалансированно спроектировать образовательную программу для того, чтобы необходимые компетенции включались. Для того, чтобы то, что не добрал бакалавр или не получил в силу своей подготовки, он мог добрать в магистратуре. По филологии там ситуация еще сложнее, потому что виды профессиональной деятельности у нас выбраны 3. Научно-исследовательская, педагогическая, прикладная. Вот, компетенции, связанные с какой-то контрольной оценочной деятельностью, нет.
Вот. И получается как, что фактически вот те дисциплины, которые вот у нас включены, вот посмотрите, там где 0,4 технологии филологического образования, вроде бы как есть, а с другой стороны с результатами они не увязаны. По филологии посмотрите, какая профильность. Опять где 0,4 филология профессиональной коммуникации, которая вообще не предполагает подготовку учителей для школы. Вот. И поэтому все в рамках классической филологии учитель, он не готовится вообще. При этом профессиональный стандарт педагога, требования к образованию и обучению. То есть это приходится эти компетенции все равно получать. Вот. Приходится для того, чтобы можно было качественно работать в школе. Вот. И в связи с этим для классических направлений в рамках Федерального учебно-методического объединения как раз разрабатывается и будет приниматься проект педагогического модуля для того, чтобы в рамках выпускников классических направлений велась все-таки педагогика, вернее, педагогическая подготовка. И чтобы она была вот всего, посмотрите, это 18Z, это достаточно много. Вот, педагогическая практика, которая на 6Z, итоговая аттестация по результатам освоения базового педагогического модуля. Ой. Зачетная единица трудоемкости 36 часов в ВУЗе. Вот, то есть 36 часов на 18 умножить. Вот. Но я так понимаю, что это ВУЗ вправе решать сами. Это в его компетенции и виды деятельности, да? Да. Все наполнение программ. Это Да. все ваш. Да, это все наш выбор. У вас право такое есть. Да. И вопрос в том, чтобы программа магистерской подготовки для того, чтобы подготовить качественного учителя, она реально невозможна в рамках классической филологии. Вот в рамках направления классического университетского образования. А вот в рамках педагогического образования она возможна. И поэтому я, например, хотя я сама филолог, закончивший классическое направление и в рамках основного вот образования своего специалитета, и в дальнейшем и являюсь доктором филологических наук, а не педагогических, я очень и очень радуюсь за то, чтобы наша магистерская подготовка проводилась именно в рамках педагогического образования, для того, чтобы она была качественной и для того, чтобы она полностью отвечала тем кадровым потребностям, которые есть в нашей республике. Согласна с каждым вашим словом. Вот. Спасибо. Это вы про магистров, да? Это я говорю, да, про магистров. С бакалаврами вот именно этот блок педагогический, вот о котором я говорила, проект педагогического модуля, он дорабатывается. Но он, понимаете, он ставит хоть в какие-то рамки. Он прорабатывается для бакалавров. Потому что педагогика в таком объеме, как 4 зачетные единицы, психология, а ведь по некоторым планам учебным по 2, то есть 2 раза половинят саму подготовку психолого-педагогическую. Возрастная анатомия, физиология, гигиена вообще не читается. Вот. То, что касается методик обучения и воспитания в предметных областях, они тоже очень разный объем. Педагогическая практика в объеме 6 зачетных единиц, она тоже зачастую не выполняется. А что касается итоговой аттестации по результатам освоения базового педагогического модуля, если профстандарт дает право идти в школу выпускнику направлений классического университетского образования, значит, он должен быть для этого подготовлен. Я не уверена, конечно, что даже этот педагогический модуль справится с этими задачами. Вот. Но, по крайней мере, это шаг вперед по сравнению с тем, что имеется сейчас. Вот. Так что спасибо. Вопросы? Вопросы есть? Всем стало грустно. Все так сложно. Нет, это оказалось. дело в том, что да, дело в том, что мы ведь тоже работаем в определенных рамках, и мы не можем переходить те нормы, которые нам установлены.
Вот, и правильно здесь Ольга Анатольевна периодически говорила, что да, времени не хватает, вот, еще каких-то возможностей не хватает, но это такое сейчас образование. Можно спросить? Да. Пожалуйста? Скажите, пожалуйста, а в рамках подготовки к магистратуре предполагается тоже практика? Да, конечно. Там практика, но там она вилочная, там, по-моему, можно устанавливать в определенных объемах. То есть ее опять мало. Вот. Так, еще. Так, я скажу так, что я сразу, честно говоря, не особенно вникла. Я только так поняла, что вы многое что можете сделать, но что-то вас ограничивает. Много это сейчас всего уговаривать. Нет, если это все ваша компетенция. Нет, дело в том, что есть какие-то ограничения, ну, например, есть ограничения, которые устанавливает стандарт. Здесь мы ничего сделать не можем. Например, Есть ограничения, нет, стандарт, какие ограничения установлены? нет, но если, например, стандарт ставит объем блока вот в таком объеме, блок дисциплин, то здесь ничего не сделаешь. Вот. Но с другой стороны, допустим, грамотно сбалансировать виды, грамотно виды деятельности, грамотно отобрать компетенции, это мы можем. Но при этом могут быть внутренние вузовские ограничения. То есть, например, поточные лекции или дисциплины, которые преподаются на поток, и они зачастую нам не дают возможность полностью развернуться. Я могу привести очень простой пример. Я читаю дисциплину, ее можно читать, не буду называть какую, ее можно читать для педагогов одним образом, для филологов, например, у которых профиль по профессиональным коммуникациям, другим образом. Но у меня такой возможности нет, потому что не все сидят в одной аудитории. То есть мне приходится читать такой усредненный вариант. Если бы я читала педагогам отдельно, я брала бы тексты учебные. Вот. И как раз говорила бы с ними о содержательном анализе текста, именно как для школы. Вот. Это решаемый вопрос. А? Это решаемый вопрос? Нет. Нет? Нет. Поэтому мне приходится читать такой усредненный вариант, а все остальное они могут уже потом дальше. И еще я хочу вот о чем сказать, что, например, в том случае, конечно, когда вуз не получает такой, не дает возможности подготовить выпускника, может быть, так, как мы бы хотели, потому что вот что касается магистерской программы, я думаю, она будет доработана и доработана очень хорошо. Вот. А все равно, когда выпускник приходит в школу, у него возникает огромное количество проблем. Если он приходит как специалист выпускник по направлению классического университетского образования, очень большое, конечно, значение приобретает дополнительное образование, которое он может пройти. И вот здесь, наверное, может быть, институт что-то скажет интересное, нужное. Так, ну я так понимаю, что... Я правильно понимаю, Наталья Станиславовна, что вы нуждаетесь, в принципе, вот в нашей какой-то тоже помощи. Может быть, вот, не то, что вот там в советах, как построить программу, но какая-то помощь нужна, какая-то связь, координация, что-то, чтобы вот были люди, которые вот участвовали вот в вашей тоже деятельности, хоть каким-то образом. Нет, дело в том, что мы не просто, мы не просто нуждаемся, мы просто настаиваем на этом. Потому что дело общее на самом деле. Да, дело-то общее. Все заинтересованы в результатах. Мы же ждем от вас, учителей, значит, и вот всегда это вопрос, когда разговор в учительском коллективе, это, конечно же, к вузу вопрос в том числе. И вот как вот мы могли бы вам помочь в этом? Как бы вы видели наше сотрудничество? Я думаю, что это участие в разработке образовательных программ. То есть это должен быть определенный социальный заказ, причем из абсолютно конкретного источника. Вот мы хотим то-то, 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 то-то. Ваши
выпускники должны уметь то-то, 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 то-то. Наши возможности такие, такие, такие. Вы нам можете помочь в этом, в этом, в этом. То есть вот эта вот координация между работодателем и между образовательной организацией, она, конечно, необходимая. Я думаю, что здесь нужно продумать конкретные формы, чтобы выпускник, да, его, наверное, можно бросить в ту самую воду, но если бросить очень глубоко, он либо утонет, либо откажется бросаться. Так, коллеги, пожалуйста, есть какие-то предложения? Какая форма могла быть? То есть вот какое наше участие могло бы быть вот в этом процессе? Потому что вот тут явно запрос есть от вуза, а что мы можем предложить? То есть создать некую какую-то рабочую группу, возможно, чтобы не одна я там на экзамене сидела, слушала, да? Может быть, кто-то еще мог бы нее и представитель дополнительного профессионального образования. Если уже мы должны в контакте работать, то и от института тоже, наверное, да, могла бы быть оказана какая-то помощь. Кто мог бы еще в этом участвовать? Мне кажется, что, во-первых, может быть, бросить какой-то клич профессиональному сообществу и создать такой определенный банк данных. То есть есть какие-то договоренности, которые существуют между университетом и школами. Но вот, кстати говоря, интересно здесь отметили, потому что мы всегда действительно ходили в лицей. Вот. Сейчас, когда акценты переместились на наших коллег из бывшего пединститута, и в основном вы взяли на себя всю методическую, там, педагогическую подготовку, вы пошли по своим адресам. Вот, соответственно, вы по лицей. Вот. Я думаю, что вам сейчас интересно, что вы в лицей тоже можете войти. Нет, он не база, он ресурсный центр, поэтому у нас постоянно наши классы преподаватели, молодые педагоги, у нас студенты, иностранцы, биологи, экологи. В общем, к нам постоянно кто-то приходит. Да. Но как-то вот филологи вдруг ушли. Да, вот о чем и речь, что это выпало не потому, что кто захотел выбросить, а потому что так получилось, и что-то не учтено. Вот, поэтому вот эта вот координация, совместная работа, она очень важна. Вот, потому что есть какие-то возможности, которые не реализуются. Вот. И мы бы, конечно, очень хотели, чтобы было вот это встречное движение от педагогического сообщества, такое осмысленное и понимающее, что мы действительно делаем какое-то общее дело. А вы можете представить список тех школ, с которыми вы работаете? Практика. 25-я школа, я услышала еще. 25-я школа, 16-я школа, русская гимназия, 38-я школа. А скажите, пожалуйста, как вы анализировали свой список школ со списком школ с низкими результатами обучения? Потому что у нас сейчас такой проект существует помощи школам, да, с низким результатом обучения. И, к сожалению, то, что я слышу, куда вы выходите в качестве практики, ну, по крайней мере, одна школа, которая вот нуждается в поддержке методической, она уже прозвучала. То есть вопрос про качество этой практики педагогической. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши студенты входили в те школы, где высокий уровень преподавателей, и я не все назвала школы, да, в общем, да, есть студенты, в том числе одна студентка вот, на третьего курса, которая идет в лицей, да, сейчас даже семинар, да, вот. Тут еще есть такие проблемы, что поскольку сейчас учителям практика не оплачивается, некоторые школы, с которыми у нас были многолетние постоянные контакты, они просто отказываются брать студентов, и кто берет, большое спасибо, и поэтому вот иногда... Мне кажется, что нужно поднимать именно вот этот вопрос в связи с тем, что поскольку нет оплаты, то получается финансово школа не заинтересована принимать студентов. И здесь даже вопрос не столько желания вуза отправить на практику студента, сколько возможности его пристроить студентов в какую-то школу, которая согласится принять студентов на практику. Да?
И это вопрос ведь очень серьезный на самом деле, и он напрямую связан с качеством подготовки будущего специалиста. И Просто он реально от нас не зависит. Абсолютно верно. Абсолютно не зависит, и как бы мы его не ставили, то, собственно говоря, то есть... В модели аттестационной. То есть Портфолио мало, учитывается понимаете, мало такая требовать от вуза. как практика. Ну, прямо сейчас, вот сейчас. Если учитель финансовый не будет заинтересован в том, чтобы студенты к нему пришли в школу, он может это вот при аттестации заявить и получить бонусные баллы за это. Есть. Татьяна Петровна, я очень внимательно слушаю все, что говорится в этой аудитории. Этот момент я тоже учла, да, и освещу. То есть речь идет о том, как строится портфолио, да, как строится самоанализ учителя в этом портфолио. Здесь факт фиксации того, что ко мне приходили студенты, он является крайне недостаточным, да, потому что, скажем, вот у нас недавно аттестовалась Татьяна Константиновна, и она вот в этой случае бы написала, да, то есть программу, да, сопровождения, то есть чему обучались ребята, да, вот на этой практике. То есть это совершенно непростая вещь, да, то есть факт фиксации, что ко мне на уроки ходили студенты, еще не дает возможности ни одному из экспертов судить, да, это само собой. Но это дало бы учителю баллы, это могло бы... Это подразумевается как один из бонусных баллов, да, при аттестации. То есть он совершенно там, да, то есть это разновидность наставничества по существу. Да, когда речь идет о такой практике. И экспертами, да, это принимается. То есть это могло бы заменить финансовую заинтересованность. То есть имеется в виду, что таким опосредованным образом, да, через аттестацию. Ну да, Он если должен активы образом представлен, конечно, это понятно, да. То есть если есть целые критерии, связанные с профессиональным развитием учителя, то, разумеется, учитель, способный написать подобную программу, проанализировать такого рода совместную, да, деятельность со студентами, он естественным образом, да, и подготовит свои методические материалы к публикации, да, то есть, ну, это будет, ну, как бы продолжение этой деятельности. Он естественным образом мастер-класс покажет, да, так как по сути вот это уже было проработано со студентами. То есть здесь очень взаимосвязаны вещи. Справки. Вы сейчас задаете вопрос проверяющий. Еще раз. Факт наличия, да, практиканта у меня на уроках не является, да, вот, фактом, свидетельствующим об уровне компетентности учителя. То есть вы сейчас у меня спросили, я справку... Я так думаю, что это могли бы спросить, взять за тех, кто молчит. Я спрашиваю за них. То есть еще раз, да, вот вы мне показываете справку, что к вам приходили на уроки, да, скажите мне в качестве эксперта, да, или экспертной группы, я им что должна посоветовать? Как оценить уровень вашей компетентности? Никак. На уровне единственной там, или даже 3 справок оценить это невозможно. Дело в том, что как раз получается, что в нынешних условиях студенты ходят туда, куда их пустят. Вот о чем и речь. Они должны иметь возможность пойти к лучшему. Да. И вот это, да, сам факт того, что к этому учителю просятся студенты, что к нему обращается вуз, он должен быть свидетельством как раз вот уровня квалификации учителя. А пока это все идет вот такой, я даже не знаю, мне сложно даже подобрать. Если учитель, Да, если учитель принял, то это не значит, что к нему пришли, потому что он высокопрофессиональный. К сожалению, потому что в этих условиях, да, действительно, куда пустят. Вот, а пускают зачастую совсем не туда, куда бы хотелось отвезти детей. Ну, СГУ, лицей при СГУ отсутствует у нас в том списке школ с низкими результатами обучения. А может быть, раз уж вы так вот хорошо сейчас поговорили, может быть, вот мы и сделаем вас той самой базовой опорной точкой, куда присоединятся те, кто хотели бы вам помочь в составлении, ну, вообще, вот это как советодатели, да, по составлению образовательной программы, еще что-нибудь. Я бы присоединилась к педагогам лицея, кто-нибудь из нашего института, и вот мы могли бы из этого потом что-то, может быть, и вырастет больше. Вот это вот сотрудничество, которое я обозначила, да, то есть учителя. Вот, а есть возможность, Станиславовна, и кто-то из института, вот, хотя бы Татьяна Дмитриевна. И вот мы могли бы вот вместе уже предметно говорить о том, что вот сейчас мы не можем так вот подробно все обговаривать, а там уже могли бы.
Просто нормальная, да, на уровне нормальной аналитической работы, если будет составлен определенный рейтинг вот, наших лучших учителей, наших лучших образовательных организаций, куда можно было бы действительно проситься. И тогда нужно продумать о том, чтобы как критерий аттестации вот это взаимодействие, оно бы прорабатывалось. И учитывалось. Нет, я говорю в принципе о том, что вот в идеале это должно быть так. Студенты должны попадать к лучшим. А эти лучшие, они должны быть, во-первых, выявлены, а во-вторых, в дальнейшем отмечены. Так, уважаемые филологи, муниципальное образование, я послала 4 письма со своего адреса руководителям муниципальных методических объединений, филологов, и не получила ответов. Поэтому, когда мы говорим о том, что нам нужно бы создать реестр филологов, про рейтинги я вообще не говорю. Я не могу просто собрать список филологов по республике Коми. Обращаюсь еще раз к вам. Пожалуйста, найдите в своей почте письма от меня, прочитайте его до конца и сделайте вот то, о чем я вас там прошу. Представьте свое ММО. Ну, там еще по списку, что нужно было сделать. Только, по-моему, 4-5 муниципалитетов мне прислали. Остальные 15 молчат. Это вот так вот. Вопль души, честное слово. Так, ну что ж, давайте мы пойдем дальше, Наталья Станиславовна. Так, продолжим наш разговор дальше. И теперь пойдемте дальше. Так, вот сейчас вставить. Я не знаю, можно сюда вставить. Сейчас мы с вами будем просто проговорим. У нас отсутствует Татьяна Николаевна Политова, у нее не сложилось со временем. Я хотела осветить вот, значит, вуз и город, да? О том, что город делает и школа. И вот здесь у нас, я погуглила, значит, наш сайт муниципального нашего управления образования. Дальше посмотрела наше МКРИРО на сайте. Значит, я так поняла, что молодой специалист, который придет 1 сентября в школу, что он здесь может для себя получить на уровне города? Ну, во-первых, заявлена некая уровневая система помощи молодым учителям. Вот, пожалуйста, мероприятие, проведенное с целью обеспечения образовательных организаций педработниками, да, вот в этом комплексе указано, что на уровне образовательной организации обеспечивается наставничество опытными учителями, что работает школа молодого учителя и идет подготовка кадров через систему непрерывного повышения квалификации. Все, что там написано, вы можете прочитать сами, но получается так, что учитель молодой не остается без помощи, у него есть возможность получить вот эту помощь на уровне города, на уровне школы. И также у нас есть адресная методическая поддержка работников со стажем работы не более 5 лет. Но я так понимаю, что прошло 2 этапа. Это летняя школа молодых педагогов, это было в прошлом году. И второй этап, первые шаги, это был конкурс методических разработок молодых педагогов. Он, по-моему, в КРИРО проходил, да? Вот. Другое дело, что здесь я не смогла узнать, были ли там филологи. То есть это молодые специалисты вообще, а были ли там филологи, получали ли какие-нибудь, и вообще нуждаются ли молодые филологи в какой-либо помощи. Тут шла речь вообще об учителях. Так, ну и давайте мы перейдем с вами к повышению квалификации, то есть когда уже молодой специалист уже работает в школе. И у нас, значит, написано так, что у нас проходит обучение по программам дополнительного профессионального образования, курсы в нашем институте, также написано в Сыктывкарском государственном университете, в Коми Республиканской академии государственной службы и управления, на базах федеральных стажировочных площадок и дистанционные курсы. И поэтому вот здесь я бы все-таки хотела спросить. Я посмотрела сайт нашего университета, просмотрела его страничку ВКонтакте, поскольку и там, значит, есть информация. Значит, что я нашла? Я нашла курсы, которые предлагаются для филологов, предметные модули. Значит, предметная область филология, русский язык, родной язык.
И вот здесь вы можете посмотреть объем учебного плана, академические часы, форма обучения, стоимость обучения. То есть это то, что, значит, я так понимаю, у вас есть отдельный факультет или что-то такое есть, где вы реализуете курсы для филологов в том числе. Ну, я нашла результаты за 2015 год на страничке ВКонтакте СГУ. Вот рядышком, вы посмотрите, за 2015 год мы обучили 839 педагогов. И вот здесь было написано, кто входит в их число. Вот. И нашла вот эту вот программу по заказам учителя русского языка и литературы, стоимость курсов. Вот скудная информация, которую я смогла получить именно с сайтов. Скажите, пожалуйста, Сыктывкарский государственный университет реализует программу для дополнительных для педагогов? Вопрос, наверное, в той структуре, которая этим занимается. Да, и, собственно, это отдельный институт в составе. Отдельный институт. Да. Вы не в курсе. То есть, если, например, они реализуют вот эти курсы для учителей русского языка и литературы, они не с помощью вас их реализуют, а с помощью... И с помощью нас, и с помощью кого угодно. С помощью кого угодно. Звучит, конечно, здорово. Ну, то есть вы сейчас не можете сказать, существует ли вот такая дополнительная профессиональная подготовка. Угу. Так, ну, как я поняла, на уровне города тоже молодая подготовка учителей, такая помощь, конкурсным способом осуществляется. Не курсами, а конкурсным способом. То есть молодой специалист идет участвовать в конкурсе, и как бы так он образовывается. Дальше, на уровне СГУ информацию не смогла я получить. Ну и теперь давайте мы перейдем к колеру. Здесь у нас такая картина. Так, я даже не знаю, что за разъем тут. Туда ли я захожу? А, я не вижу со стороны. Посмотри, пожалуйста. Не сюда? Так, тогда давай я сверну вот эту вот. Закрою потом еще раз. Открою. Рабочий стол можно вывести. Так, простите за заминку, один разъем только. Пока. Итак. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Татьяна Дмитриевна Поликарпова. Я заведующий кафедрой общего образования. У нас теперь одна кафедра, которая объединяет в себе всех учителей-предметников, а также руководящие кадры общего образования. То, что касается повышения квалификации, то вот здесь вот на слайде я позволю себе напомнить, что это целенаправленная деятельность педагогов по овладению новыми для них педагогическими ценностями, то есть идеями, концепциями и технологиями, способствующими эффективному осуществлению педагогического процесса и включающие изучение, осмысление, творческую переработку и внедрение в практику образования различных инноваций. Безусловно, повышение квалификации может осуществляться через курсовую подготовку и, наверное, прежде всего, а также через различные формы. Татьяна Петровна называла одну из них. Это различные конкурсы. В том числе это могут быть различные обучающие семинары, популярные сейчас вебинары и еще много различных других форм. Из публичного отчета, слайд которого представлен здесь в презентации, вы видите, что за прошлый год в Институте развития образования прошли повышение квалификации 3297 человек, включая и профессиональную переподготовку. Из них повышение квалификации 3101 человек. Обучение проходило в различных формах, очно, очно-заочный, с применением дистанционных образовательных технологий
и полностью заочная, то есть построенная с применением дистанционных образовательных технологий. Из них повышение квалификации в различных формах за 2017 год осуществили 144 человека. Вам судить, много это или мало? И если мы говорим о целенаправленной подготовке, то, наверное, эта цифра не такая высокая. В Институте развития образования повышение квалификации можно осуществить в различных формах. Вочной, вочно-заочной, заочной с применением, полностью заочной, извините, с применением дистанционных образовательных технологий, а также возможно выстроить индивидуальный образовательный маршрут, который осуществляется по заявкам, и прежде всего этот образовательный маршрут выстраивается с учетом тех профессиональных дефицитов, которые испытывают педагог или собирается ликвидировать. Дополнительная программа повышения квалификации существует от 18 до 108 часов. Модульный принцип построения программ позволяет выстраивать индивидуальные маршруты даже в рамках обыкновенной дополнительной профессиональной программы. Любой педагог может выбирать модули в том порядке, в том виде, в котором ему необходимо повысить квалификацию. То есть он может выбрать 18 часов заочно, 18 часов очно, 36, 72, 54. То есть набор этих модулей в очной и в заочной форме, он может быть различным. Дополнительные программы повышения квалификации включают в себя актуальные вопросы современного образования, начиная от современной методики языкового образования, включая вопросы федеральных государственных образовательных стандартов, государственной политики, современных образовательных технологий и еще много-много других вопросов, которые непосредственно связаны с языковым образованием и образованием в целом. И в прошлом году появилась в институте новая программа адресной методической поддержки школ в достижении предметных результатов по учебным предметам. Эта программа была реализована по заказу, наверное, широкой педагогической общественности и Министерства образования и науки, молодежной политики Республики Коми. Дело в том, что РИЦОКа проводит мониторинг образовательных дефицитов. И на основании этих образовательных дефицитов были установлены те вопросы, которые нуждаются в срочной ликвидации, поскольку у нас, как всегда, уже близится период сдачи государственной итоговой аттестации, и те вопросы, которые вызывают затруднения у учеников, напрямую связаны с теми профессиональными дефицитами, которые испытывают педагоги. И для того, чтобы ликвидировать эти профессиональные дефициты, связанные как раз с вопросами контрольно-оценочной деятельности, с реализацией современных образовательных технологий, с умением диагностировать затруднения в деятельности учеников, вот как раз решаются в рамках этой адресной методической поддержки. Для того, чтобы записаться на обучение по одной из дополнительных программ повышения квалификации, достаточно зайти вот на этот адрес, который я указала, и там представлено более 100 модулей, вот я говорила уже по тем вопросам, которые интересуют педагогическую общественность, которые необходимо
реализован в связи с изменениями государственной политики, в связи с теми, наверное, моментами, которые всегда присутствуют в качестве инноваций в нашем образовании. И выбор маршрута образовательного осуществляют сами педагоги, точно так же, как и модуль, и выбор модуля, по которому педагоги собираются повышать квалификацию. Поэтому я призываю все-таки более, наверное, подходить сознательно к выбору тех программ, которые у нас предлагаются для повышения квалификации, и уже после того, как выбор осуществлен, проходить повышение квалификации, учитывая свои профессиональные дефициты. Так, пожалуйста, у кого есть вопросы к Татьяне Дмитриевне? У меня есть вопрос. Всегда. Я просто хотела спросить, какие формы прохождения повышения квалификации предпочтительны для филологов? Да, это очень интересный вопрос, потому что в последнее время мы наблюдаем резкий рост заказа повышения квалификации в заочной форме. Но здесь мне бы хотелось отметить, что вы сами все прекрасно понимаете, что заочники есть заочники. И любой модуль, даже в заочной форме, будучи прекрасно выстроенный и так далее, подразумевает, что учитель в какой-то момент все равно остается один на один с тем, что он понимает, как он это понимает, как он это воспринимает и как он это интерпретирует. Безусловно, тот зачетный материал, который подразумевается представить по окончанию любого модуля, он проверяется педагогом. Безусловно, делаются рекомендации, но нет ничего эффективнее, чем решение любых вопросов при встрече с педагогом, с преподавателем, который может помочь. И Да, я хотела продолжить, и нет самого ничего общения. эффективнее профессионального общения, живого, когда решается множество задач, проблем, и когда поднимаются порой очень неожиданные вопросы, которые именно возникают из тех проблем, которые испытывают педагоги. Но, к сожалению, я еще раз повторюсь, в последнее время мы наблюдаем скачок, рост обучения в заочной форме. И это связано, как я предполагаю, безусловно, с финансированием и с нежеланием, уж простите меня, руководителей отпускать своих педагогов на повышение квалификации. Вы понимаете, что в это время педагог отсутствует, необходимы замены, необходимо решать вопросы, да, с реализацией педагогического образовательного процесса. И эти вопросы, видимо, вызывают вот такие сложности, и педагога вынуждают фактически выбирать повышение квалификации в дистанционной форме. Точно так же это еще может быть связано с финансовыми какими-то проблемами, поскольку заочное обучение, оно стоит дешевле, прямо скажем. Но когда мы встречаемся с самими педагогами, прошедшими обучение в заочной форме, очень многие из них говорят о том, что мы проучились, но хотелось бы очного общения. Это, кстати говоря, по всей стране, потому что такая ситуация везде. Вот. И например, для русистов, вообще для гуманитарных специальностей, конечно, и заочная, и дистанционная форма, ну, это, что называется, формально для галочки. Если вы как дополнение, да, как второй Вот этап. как дополнение, как второй этап, это действительно очень эффективно.
Я просто Когда вот сейчас находишь что-то да, повышенное. дело в том, что в некоторых вот регионах это имеет катастрофический характер. У нас это тоже нас приобретает, к это сожалению, уже катастрофический характер. Именно вот характер настоящей катастрофы, потому что у нас на юге, в Ставропольском крае, уже сейчас есть регионы, в которых не говорят по-русски районы. И там русский язык, он преподается местным жителям, местным учителям. Этот местный учитель не имеет возможности никуда выехать. То есть его не выводит, он не может выехать в Москву или даже в областной центр. Он То не есть это может... политика региона, В том числе. которому отдано на откуп вот решение, как будет происходить развитие. Да, о русских чем и речь. педагогических Да, о программ. чем и речь, что это на самом деле это приобретает характер государственной безопасности. В том числе, и еще мне хочется сказать, что в нашем институте как раз очная форма обучения предусматривает обязательный выход слушателей в те образовательные организации, которые показали именно себя как образовательные организации с лучшими педагогическими практиками. То есть предполагается стажировка педагогов на базе лучших педагогических практик. Это, конечно, большое имеет значение именно для профессионального роста, для развития профессионального кругозора. Есть всегда с чем сравнить, взять что-то интересное в свой арсенал, в свою методическую копилку. Ну и прежде всего обсудить, как всегда обсудить, встретиться со своими единомышленниками и выработать некие пути решения. Татьяна Дмитриевна, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, из тех модулей, вы так немножко общо перечислили, скажите, филологи наиболее востребованы? Какие модули? Да, я хочу сказать, что вне зависимости от стажа педагогов по-прежнему самыми популярными являются модули, связанные с моделированием учебного занятия, то есть с моделированием урока, с реализацией современных образовательных технологий, то есть мы предлагаем различные модули по различным образовательным технологиям, они могут быть объединенными, могут быть посвящены только одной образовательной технологии. Вот такие модули по-прежнему популярны, связанные с вопросами реализации федеральных государственных образовательных стандартов, потому что те изменения, которые сейчас происходят, видимо, по-прежнему стимулируют педагогов выбирать именно модули, связанные с реализацией в ГОС. И, наверное, последнее, что наиболее популярно среди учителей русского языка и литературы, это вопросы, связанные с контрольно-оценочной деятельностью, с учебной деятельностью вообще и с контрольно-оценочной в частности. Вот эти вот 4 наиболее популярных направления у учителей русского языка и литературы. Моделирование современного урока, современные образовательные технологии, в ГОС назову в общем, и учебная деятельность, включающая контрольно-оценочную деятельность. Есть вопросы? У меня есть такой вопрос, даже не то, что вопрос, а скорее реплика. Дело в том, что вот я представляю так, что одним из важнейших является вопрос, именно связанный с профессиональным общением. Вот просто собрать людей для того, чтобы они приехали, общались на какую-то тему, это на самом деле очень сложно, финансово это не потянуть. Но есть возможности общественно-профессиональных объединений для получения финансирования, скажем, на какие-то семинары, конференции или еще на что-то. Может быть, подумать над этим? В смысле, в рамках РМО? Нет, РМО денег никто не даст. Вы имеете в виду в рамках курсовой подготовки? В рамках курсовой подготовки, опять-таки, кто деньги даст? А кто деньги даст? Есть фонд. Но ведь в рамках курсовой подготовки обязательно есть день, который так и называется, конференция. И вот все, кто подъехали и работают на этих курсах, они обязательно делают из опыта работы, обязательно что-то рассказывают. Это очень интересно, кстати, момент. И
Эта конференция может состояться, может и не состояться. В том случае, да, в том случае, если обобщение опыта не было произведено до начала курсов, то в рамках курсов это, наверное, уже делать бесполезно, потому что это очень серьезная такая работа, которая в том числе связана и с аттестацией, которую Светлана Анатольевна просто говорит, не буду уже здесь заходить в этот вопрос, но тем не менее. На самом деле, да, это действительно нужно, потому что это не что иное, как возможность педагогам обобщить и транслировать свой опыт. Но, безусловно, это обобщение должно произойти заранее. Или послушать других. Ну да, или действительно это большая возможность научиться, опять же, обобщать свой опыт по тем образцам, которые на этой конференции представляются теми педагогами. Как правило, это педагоги уже с высшей квалификационной категории, которые, вот, собственно, мы забываем о том, что высшая квалификационная категория подразумевает трансляцию своего передового педагогического опыта. Мы про это забываем очень часто. Про это уже невозможно забыть, потому что ты просто вовлечен в этот процесс. Здесь как раз реплику подают педагоги, которые действительно систематически, дисциплинированно. И да, они транслируют Говорить свой можно только о педагогический себе. Тенденция свидетельствует об обратном. Вот то, что печально, и как раз о чем говорит Светлана Анатольевна, и почему я поднимаю этот вопрос, именно о том, что мы забываем о том, что в высшей квалификационной категории подразумевается трансляция систематическая. И студентов водить. почему вот этот Это вопрос все есть, очень и этого даже взаимосвязан? много, поверьте. Это на одного учителя получается сейчас даже много. Потому что Я работают говорю, единицы, потому что единицы, а с высшей категории у нас достаточно много педагогов. И если мы поделим, вот так скажем, поделим, конечно, это утрированно, да, но мы, если распределим, в том числе и наших педагогов, молодых, которые приехали на курсы повышения квалификации из других районов, потому что, как правило, все-таки выходы вот на лучшие педагогические практики это осуществляются здесь, вот школы, которые доступны. Надо еще сказать, что курсы наполняемость очень невелика. 5-10 человек. Надо гранты искать. Это раньше, как я вспоминаю, аудитория Самая большая группа, когда я анализировала вот сейчас ситуацию перед вот этим республиканским методическим объединением, я вот какой факт для себя констатировала, что самая большая группа за 2017 год у нас была 36 человек. Но была и группа в 5 человек, которые вот приехали на очное повышение квалификации. Мы открываемся от 5 как раз человек, все остальное получается нерентабельным, и мы предлагаем вот в этом случае тогда педагогам либо подключиться к другой очной группе, которая будет чуть позже открыта, либо, если им прямо срочно необходимо повысить квалификацию, выбирать некую другую форму. Тем не менее, очень мал процент тех педагогов, к сожалению, которые выбирают индивидуальный образовательный маршрут, хотя такая возможность у нас есть. То есть набор модулей будет состоять, выбор будет осуществляться из тех модулей, которые мы можем предложить, и в том числе, которые мы можем разработать по заказу самого педагога, но такая форма повышения квалификации не остается популярной, к сожалению, не становится популярной. Я не знаю почему, потому что мы знаем, что для аттестации достаточно от 16 часов. Конечно. Зачем ему этот набор? Ну, даже эти 16 часов, я хочу сказать, можно использовать в пользу для себя. А у нас зачастую выбор за человека, который будет повышать квалификацию, осуществляет некий другой. Да?
ответственный административный работник. И это, к сожалению, показатель, опять же, неэффективного подхода к повышению своей квалификации и к развитию своих профессиональных компетенций, о чем мы вот говорили. Да. А Зрина, можете вы спросить, индивидуальный маршрут, если я, например, решу для себя, что мне нужен индивидуальный маршрут, это мне к кому обратиться? Это вы также обращаетесь на кафедру общего образования и говорите, по каким темам вы хотели бы повысить свою То есть вы квалификацию. показали ссылочки, которые вы показали. Да. Цена вопроса и форма работы. Индивидуально. У нас индивидуального маршрута, она не меняется. Она не меняется, если бы вы повышали квалификацию в очной либо в заочной форме, в зависимости от того, какая форма будет у вас предпочтительная, очная или заочная. Здесь суммы одинаковые? Нет, очная это 2200, по-моему, да. И 4400 это заочная форма, но все цены там размещены со стоимостью совсем. Индивидуальная форма, если вы очно, то соответственно, если заочно, очно-заочно другая. То есть и количество часов я определяю сама. Количество часов у нас можно только от 18. Это у нас модуль завершен, просто определен. А так от 18 вы определяете сами. Да. Если человек заплатил 2200 за очную форму, он может индивидуально работать с преподавателем? Он может приходить в то время, когда работает преподаватель, то есть мы с ним согласуем сроки, которые удобны для него, и, естественно, мы не можем индивидуально попросить преподавателя с ним. Он будет работать в эти сроки, когда эта группа открывается по этой тематике. То есть это сложнее делать для отдаленных районов, да? Опять Для же, отдаленных, да. приезд, отъезд, да? Вот. Да. Но в том числе у нас было достаточно много педагогов из Сыктывкара, которым эта форма понравилась, и которые именно ее выбирали и реализовывали. Но в последнее время нет. 18 часов дистант, и этого достаточно. Я, честно говоря, про индивидуальный образовательный маршрут первый раз от вас Я тоже слышала. Уважаемые коллеги, обращаюсь ко всему нашему педагогическому сообществу. У нас очень разные формы. Возможно, только форма стажировки, когда мы вас прикрепляем к той образовательной организации, которая является ресурсным центром, которая является опорно-методической площадкой, то есть это уже заведомо лучшие практики. Это могут быть выезды на стажировку в другие районы нашей республики, для того, чтобы познакомиться с лучшими практиками других городов, не только Сыктывкара. То есть эти формы могут быть интересны и для наших сыктывкарских учителей русского языка и литературы. Это может быть индивидуальный маршрут повышения квалификации. Это может быть вливание в группу в различных формах. Хотите в очной, хотите в заочной, хотите в очно-заочной. То есть изначально вам нужно просто изъявить то, каким образом вы хотите повышать свою квалификацию и по какой теме. А дальше мы будем подбирать, согласовывая с вами, удобное время, удобное место, удобных, да. Извините, я вас перебила. Скажите, пожалуйста, у вас вообще повышение квалификации начинается с 1 сентября и заканчивается? И заканчивается пока июнем, но с этого года в плане апробации у нас будет действовать, правда, я не уверена, что это именно для учителей русского языка и литературы, но, по крайней мере, да, мы попробуем запустить вот еще летний вариант, поскольку у нас летняя школа молодых педагогов работает. И в том году переподготовка осуществлялась в период июля-августа. Но это была программа переподготовки. Например, педагоги доп. Образования это делали в прошлом летом. Учителя начальных классов у нас очень часто в августе проходят повышение квалификации. Опять же, это больше дистанционные формы. Ну, Опять же, да, зависит от выбора очной. это опять же от выбора форм зависит. Нет, очные могут быть, но все зависит от выбора педагогов.
А мы вот уже констатируем, к сожалению, бум на дистанционную форму. Есть ли еще какие-то вот вопросы? Потому что я готова вам о повышении квалификации говорить. Вопросов очень много, то есть я все названия всех модулей я вам просто не в состоянии перечислить, их правда очень много. И они все в потенциале могут быть Может быть, реализованы. Татьяна Дмитриевна, вот что, наверное, самое главное не сказала, да, что институт достаточно давно, уже лет 15 на моей памяти, да, только 30% в рамках любого модуля реализует, да, как вот теоретический блок, а все остальное время реализуется в режиме проектирования. Да, то есть идет наработка определенных действий педагога, да, профессиональных, которые, безусловно, могут складываться в зависимости от объема курсов, да, собственно, от мотивации самого педагога, могут складываться и совершенствоваться на уровне его умений, выходить на иной уровень, да, его компетентности. Поэтому вот это, наверное, основной такой двигатель. Может быть, если сравнивать с конкурентами, да, это такое преимущество института. Определенно, я бы даже сказала, бренд института. Я здесь работаю тоже больше 20 лет, и я приглашалась в университет, да, вот были какие-то вот заходы в институте, у нас наиболее практикоориентированные все-таки курсы. Ну, у нас, потому что задача такая стоит перед у нас нами. иначе, И изначально да, у нас курсы были построены, конечно, в большей степени с перекосом, но с положительной, да, с положительной коннотацией этого слова, с перекосом в практическую составляющую, на проектную такая, да. Это разработка различных моделей, в том числе фрагментов уроков, контрольно-оценочной деятельности и много-много чего еще. Народ не выдержит, если Да. я сейчас... Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание. Да, Я вас приглашаю на курс повышения квалификации. Так, ну вот здесь я показываю программу, которая висит в Центре развития образования Сыктывкара, то есть все-таки модуль у них указан. Для учителей русского языка и литературы есть эти модули. Другое дело, что вот нет человека, Татьяны Николаевны, которая осветила бы нам вот тоже примерно в таком же ключе, какие модули востребованы, кто их реализует. То есть они вот написаны, программы есть, а насколько все это вот актуально на данный момент, не всегда видно по сайту, да, когда это было обновление. То есть это просто висит или все-таки это уже еще работает. Так, ну и следующий вопрос, тоже очень горячий, предоставляю слово Светлане Анатольевне. Это аттестация педагогов, поскольку аттестация тоже является формой самообразования. Светлана Анатольевна, вот, пожалуйста. Безусловно, уважаемые коллеги, здравствуйте. И мы, в свою очередь, говорим о том, что стараемся посетить каждое РМО, да, так как у нас есть несколько составляющих, связанных с вопросами аттестации. Сегодня завязался, безусловно, крайне интересный и полезный разговор для педагогических работников с точки развития профессиональных компетенций, ну и, разумеется, повышения квалификаций. Сказали, что меня не видно. Очевидно, я к этому и стремилась. Старалась сесть так, чтобы еще видеть вот коллег в аудитории. У нас такие мужчины столы. Это не очень удобно, да, говорите на микрофон и видите аудиторию. Но организатор барин. Вот. Итак, да, уважаемые коллеги, действительно, вот если говорить в ракурсе тех компетенций, которые мы на сегодняшний день должны развивать у учителя, да, и в данном случае мы говорим у учителя, да, русского языка и литературы, то, во-первых, да, в первую очередь мы с вами называем такие нормативные документы, как федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. И если мы берем основную образовательную программу, требования к освоению предметных результатов, да, у детей, у школьников к концу 9 класса, то мы найдем вот ряд тех умений, которые должны быть сформированы у школьника. То есть, соответственно, аналогичные умения по проектированию действий детей должны быть сформированы и у педагогического работника. Мы сейчас говорим, что в основной школе 5, 6, 7 класс реализуют стандарты. И по сути 8, 9, да, учителя тоже уже должны быть достаточно
ярко и сильно готовы вот к реализации этих стандартов. Позвольте, вот я начну с сочетания, наверное, аттестации и тех составляющих, которые удается пронаблюдать, продиагностировать и даже промониторить на курсах повышения квалификации. То есть есть определенные составляющие как метапредметного, так и предметного, да, компонента, связанные с умением школьников. То есть, и вот в этой связи вот посмотрите, да, то есть наша аттестация с 2014 года, она строится уже не на основе сбора, да, в некую папку-накопитель наших достижений и справок, и это сегодня уже ярко прозвучало. Ну, как мы сможем, да, вот и мы, и вы, эксперты в районах, оценить квалификацию учителя по справке? Да, из нее, собственно, не следуют какие-то умения, действия учителя, какие-то его компетентности. То есть это просто формальная фиксация состоявшегося мероприятия. То есть действительно у нас в республике на протяжении 2 лет очень активно обсуждалось портфолио. Это был 14-15, 15-16 год. Портфолио было окончательно внедрено. В портфолио вносились уточнения. Мы постепенно готовили учителей, да, к этим изменениям, потому что были точки роста, соотносились с профстандартами, которые, к слову сказать, до сих пор, да, не внедрены. Но, тем не менее, портфолио на сегодняшний день подразумевает систематический анализ профессиональной деятельности педагога. Да? И на сегодняшний день вот из каких компетентностей у нас складывается, да, вот, профессиональная компетентность педагога. И эти, кстати, вот компетентности обозначены сегодня на уровне президента Российской Федерации. Он в 2016 году выступает с инициативой «Национальная система учительского роста». То есть фактически, да, фактически мы уже должны сейчас с вами провести аудит, да, вот, системы критериев и показателей нашего портфолио на соответствие тех, да, вот, составляющих, которые заявлены сегодня в президентской инициативе. А там у нас измеряется как предметная, так и методическая, психолого-педагогическая, федерал отдельно определяет коммуникативную компетентность. И вот здесь начинается самое интересное, уважаемые коллеги. То есть если мы обратимся к портфолио, да, вот в этом году методические службы и члены аттестационной комиссии всех районов, да, вот уже приняли решение накануне, да, еще летом прошлого года, чтобы с 1 сентября все-таки, наконец, наши уважаемые учителя начали анализировать результаты выполнения детей, да, вот внутреннего мониторинга, это те, да, вот контрольные, которые проводит учитель, те отметки, которые он в конце концов выставляет на отчетные периоды, да, конец учебного года, за что он их выставляет, какие умения формирует, и результаты мониторинга внешнего. Да, мы уже говорим о промежуточной аттестации, о тех, да, контрольно-измерительных материалов, которые в том числе на федеральном уровне разрабатываются. Итак, и вот здесь мы сталкиваемся с определенными, да, затруднениями, там, с желанием или нежеланием учителя это делать. То есть посмотрите, вот что сегодня делает учитель. Он анализирует результаты, ну, условно скажем, контрольных срезов, он соотносит это с теми контрольными измерительными материалами, да, которые для этого использовались, и получает уровень сформированности тех или иных предметных умений своих обучающихся. Вот он, системообразующий показатель всего портфолио. Давайте зададимся вопросом. С точки зрения НСО, то есть национальной системы учительского роста, где задана предметная компетентность, этот показатель, да, работает? То есть, безусловно, если учитель способен и сам создать контрольно-измерительные материалы, способен, да, системно осуществить анализ, выделить проблему детей, да, посмотреть и вообще разработать, наверное, те же самые контрольно-измерительные материалы в сочетании с системой предметного содержания, не так ли, да, Татьяна Петровна? То, естественно, уровень его предметной компетентности может оказаться соответствующим, ну, либо первой, либо высшей квалификационной категории. Решения об этом принимают экспертные группы.
по сути, те же учителя, да, вот имеющие высшую категорию, имеющие большой опыт, да, вот в экспертизе подобных материалов. И, соответственно, сами являющиеся разработчиками подобных материалов. То есть вот посмотрите, да, вот, уважаемые коллеги, я сейчас назвала системообразующий показатель, он же критерий, да, первый нашего аттестационного портфолио, который очень ярко перекликается с теми компетентностями, которые планируют федеральные органы исполнительной власти обязательнейшим образом измерять, вот начиная с периода 2020 года. То есть вот такая вот составляющая сейчас происходит у нас в республике. Но вот теперь давайте отнесемся вот к этой предметной составляющей с позиции курсов повышения квалификации. Ну, так уж складывается, что и Татьяна Петровна, и я вот работает и с учителями русского языка и литературы на таких курсах. И очень интересные, да, опять же, тенденции, закономерности мы выявляем. В требованиях формирования метапредметных результатов, да, для каждого, в общем, да, учителя-предметника важно формировать у обучающихся понятийное мышление. Ну, то есть ребенок осваивает понятия, связанные с ним способы деятельности. Вот здесь вот начинаются достаточно интересные проблемы, которые, да, вдруг обнаруживают, что понятия у детей формируются с узким набором признаков, да, и характеристик. То есть полнота предъявления, да, таких характеристик в ряде случаев отсутствует. Со способами вообще все сложно, да, потому что учитель-филолог зачастую, а это особенности, да, этого предмета, может быть некая склонность такая к монологу, он вообще зачастую в ряде случаев предпочитает способ ребенку в готовом виде сообщить. И тогда вот эти все составляющие происходящие уже во взаимосвязи не только с предметной, но и методической компетентностью работают и против учителя, ну и боюсь, что против ребенка. То есть вот я сейчас как бы продолжила разговор наших коллег и показала, да, как мы вот эти составляющие видим в портфолио. То есть сначала мы смотрим, да, один показатель системообразующий, связанный с тем, как учитель анализирует результаты своих детей. И тут же мы можем обратиться к еще группе показателей, которые связаны с тем, как учитель проектирует учебное занятие. Ну и если позволите, да, отдельные элементы учебных занятий, они специально выведены в портфолио, это как раз приемы по развитию у детей самооценки, самоконтроля, они прописаны везде, и в ФГОС, и в профстандарте, они имеются и в национальной системе учительского роста. Это и приемы по формированию ценностного отношения к предмету, очень серьезная составляющая, наверное, обращусь к уважаемым представителям университета, вот очень сложно это формируется, наверное, связано с системным, да, вот предметным содержанием. Вот это очень сложно, почти мало кто из учителей, в том числе и филологов, могут в пояснительной записке к уроку обозначить место этого урока, да, вот в системе знаний и так далее. То есть вот эти вот составляющие, ну и, собственно, ценность даже отдельной темы, да, вот внутри целостного содержания. Вот эти вот моменты, они действительно являются проблемами. Еще раз, да, вот это можно отследить по работам, по итогам работы экспертных групп, это можно отследить в процессе курсовой подготовки, да, когда учителя включаются в моделирование подобных продуктов, да, как цели, задачи, да, пояснительная записка, обоснование, да, каких-то составляющих. То есть это действительно довольно сложным оказывается для наших учителей, и здесь не составляют исключения ни молодые специалисты, а у нас очень интересно сейчас разделилось сообщество профессиональное, либо молодые педагоги, да, либо такие серьезные стажисты. Вообще средний возраст педагогов у нас что-то где-то в районе 50 лет. Мне нравится серьезные стажисты. Да. То есть вот эта составляющая, да, вот она тоже чрезвычайно интересна, и на нее стоит обращать внимание. Но вот я сделала такой вот экскурс аналитический, да, может быть, слегка мониторинговый, запрошенный Татьяной Петровной, но в целом хочу обратить ваше внимание, коллеги, вот на такую составляющую. Мы действительно провели с экспертными группами аудит нашего портфолио, да, и, как я сказала, есть компетентности, которые готовятся измерять федералы в рамках, да, системы учительского роста, разрабатываются единые федеральные материалы в этой связи. Нам их показали только фрагментально, да, то есть на уровне, ну, буквально 2-3 заданий, да, в том числе по русскому языку, и заданий
по психолого-педагогической компетентности. Задания эти еще не дифференцированы по квалификационным категориям, тем более они не дифференцированы по тем же посылам самой системы учительского роста, как то, да, статусность учителя, ведущий, старший и так далее. То есть они еще носят достаточно сырой характер, предметную и методическую составляющую разрабатывает университет имени Герцена, да, и там тоже есть вот у них вопросы к себе. То есть отношение к этим материалам на конференции, которая состоялась в Москве в декабре, в том числе с участием регионов-пилотов, высказала достаточно критично как раз руководитель Федерального методического объединения учителей русского языка и литературы. Она еще и представитель президента, очень интересно это было сообщение. Говорилось о том, что наши учителя еще не готовы к такому формату, но тем не менее я думаю, что отчет перед президентом был дан. К 2020 году, я думаю, мы ждем изменений. И, наверное, вот представители РМО, как работающие учителя, методисты в школах, муниципалитетах, прежде всего призваны, да, вот разъяснять нашим учителям, какие у нас есть возможности. А это сочетание внутреннего и внешнего стимулов при аттестации, да, для того, чтобы измерить свои профессиональные дефициты и, да, каким-то образом с ними работать. Вот дефициты по тем компетентностям, которые я назвала. То есть назвала, безусловно, не в полной мере. Я экономлю сегодня ваше время. Если такая необходимость будет, мы продолжим и более подробно будем освещать этот вопрос. И еще одну составляющую, которую я хочу вам напомнить, она в ряде случаев была не совсем понятна всем муниципалитетам. Действительно, у нас очень непростая кадровая ситуация в республике, да, мы фиксируем старение педагогических кадров, поэтому на сегодняшний день институтом при поддержке экспертных групп, они, кстати, не всегда являются членами РМО, что жаль, осуществляется такая стратегия, как методическая помощь учителю в аттестационный период. То есть, когда в экспертную группу попадает материал, и он получает такое критическое количество замечаний со стороны экспертной группы, что этот материал в таком виде невозможно аттестовать на квалификационную категорию, зачастую даже и на первую, то в этом случае экспертная группа работает следующим образом. Педагогическому работнику формируются методические рекомендации по доработке этого материала, да, вот по значимым составляющим его профессиональной деятельности. Как правило, замечания идут как раз по анализу, да, вот сформированности умений детей, рекомендации идут по проектированию, да, вот учебного занятия, в том числе с адекватностью и вообще с пониманием, да, применения образовательных технологий. Ну и я бы сказала так, несмотря на то, что вот Татьяна Константиновна сегодня сказала, что ребята очень неплохо умеют делать технологические карты, да, но вот тем не менее мы до сих пор сталкиваемся с ситуацией сложности проектирования как на разных этапах урока, так и в целом по результатам урока, да, со стороны учителя действий обучающихся. То есть он в конце урока что будет уметь делать, да? Он на этом этапе урока что будет делать, да? Какой вы вопрос зададите ему для того, чтобы это действие совершилось, да? Чем вы его обеспечите? Вот это проектирование на сегодняшний день в республике крайне затруднено, да, вот у большинства педагогов. Некоторые действительно с благодарностью принимают от экспертных групп замечания, стараются эти вещи совершенствовать, но вот это вот одна из проблемных зон, да, которую на сегодняшний день необходимо фиксировать и, наверное, необходимо работать на всех уровнях. Почему все-таки, да, вот я включилась в процесс. Учитель с радостью может спроектировать урок от своего лица. Что происходит с разными детьми и, соответственно, его психолого-педагогическая компетентность, да, вот здесь большой вопрос. То есть я с уверенностью могу сказать, что порядка 35–40% учителей по уроку, о котором сейчас идет речь, с легкостью не скажут, да, что осваивают ребята к концу урока на базовом уровне, ну, вот требования, стандарты, на уровне повышенном. То есть это одна из таких вот существенных проблем. Может быть, вот здесь вступит еще Татьяна Константиновна, но это есть.
Да, вот это есть, это фиксируется. И нужно сказать, что когда учителя понимают, в чем проблема и что необходимо в каком направлении работать, они очень здорово, да, замотивированные учителя, настроенные на детей, они очень здорово эти вещи совершенствуют и корректируют. Ну и, наверное, опять же поддержу всех, да, вот, ораторов, вот, ранее высказавшихся. Для филологов, да и для ряда других должностей подобные вещи, подобное проектирование возможно только в рамках очных курсов, да, то есть есть вещи, да, которые нужно проговорить. То есть есть механизмы формирования умственного действия как учащегося, так и учителя, уж извините, да. Это умственное действие предусматривает, да, не только осмысление, но и проговаривание во внешней речи. И если мы лишены этого, если мы лишены при этом критического взгляда на то, что мы делаем и говорим, своего коллеги, то, конечно, вот эта вот субъективность восприятия, да, вот моей компетентности, она субъективностью и остается. Поэтому, действительно, я за то, чтобы вот это происходило, и хотя вот катастрофическую ситуацию, спасибо, обозначили в ряде регионов, но, возможно, мы тоже, да, вот не чужды этому. Я процитирую слова представителей Московской области и Москвы, с которыми удалось вот пообщаться просто вот в режиме свободного диалога на перерыве вот в рамках конференции по единым федеральным оценочным материалам. Они сказали, как это у вас обязательно 18 часов, а у нас обязательно раз в 3 года 72. И никто это не обсуждает. То есть, безусловно, да, эту политику крайне важно вот определять на уровне муниципалитетов и регионов. И, наверное, повышать, да, компетентность таких важных людей, как учителя, да, невозможно за 16-18 часов. Зачастую за это время мы определяем круг проблем. Да, мы определяем круг проблем. Вот. Но мы не можем, да, в полной мере отработать вот решение целого ряда этих проблем. Ну, спрашивайте, Татьяна Петровна. Я сначала предоставлю возможность задать другим вопросы, пожалуйста. Это очень редко встречаемый человек. Это не правда. Нет, не надо. Да, потому что вопросы к вам есть, а ответы только есть у вас. Мне опять же, это не совсем тут Светлане Анатольевне. Ну, здесь вот в данном случае я сниму небольшую иронию Татьяны Петровны, потому что у нас республика небольшая, кадров, да, у нас везде не так много. И Центр аттестации курирует более 30 педагогических должностей, одна из которых учитель. А у нас учителей по предметам только сколько. Да, еще у нас есть учителя коррекционных школ, то есть у нас действительно есть свои, скажем так, хотелось бы спросить, у нас 2 формы на данный момент работают, это экзамен и портфолио. Все-таки то есть форма аттестации, формы наиболее популярны, скажем так. Однозначно портфолио, вы говорили, это только в рамках портфолио. На экзамене такого нет. Итак, уважаемые коллеги, на что хочу обратить внимание. Вот ЕФОМы, которые планируют, да, федералы, это будет как раз экзамен. Это будет. Да, у нас тоже есть свой экзамен, да, вот есть его, я бы сказала, преобладающая знаниевая часть в форме тестирования, что сейчас совершенно не актуально, потому что мы ориентированы на ГИА, да, вот, но он разрабатывался ранее, да, еще даже до появления новой формы аттестации, мы его обновляем, да, вот в части решения учителями ЕГЭ, ОГЭ, да, вот идет такого рода обновление. Вот, сейчас разработана форма демонстрационного компетентностного экзамена, но вот его судьба на сегодняшний день непонятна. Внедрять его вроде бы бессмысленно, если на учителей бедных еще и ФОМы, да, потом обрушат. Да, но тем не менее, как тренажер его использовать можно, да, вот, потому что у нас есть учитель, который принял участие вот в разработке этих КИМов. Вот, кстати, тоже бы советовала приглашать на подобные заседания. Вот жаль, работает во 2-ю смену. Обязательно на саму с разрешением учителя, да, потому что мы крайне бережем своих экспертов. Вот представьте, да, нужно ясным, четким языком написать, да, вот любому учителю, педработнику, что нужно совершенствовать в портфолио. Это очень сложная задача, и мы вот тренировались 3 года, вот, да, прежде чем мы на это вышли. Вот, такого рода составляющая. То есть выбирают чаще портфолио. Экзамен сейчас стали выбирать реже. А все дело вот в чем. Если
если педагог тестовую часть экзамена не выполняет, ну а как мы ему дадим возможность еще раз ее выполнить? Это уже будет совершенно несерьезно, да, экзамен знаний. Вот, то есть, соответственно, вот эти люди попадают в отрицательный приказ, и здесь работает весь объем федерального порядка аттестации. А там сказано, не сдал, да, вот, не смог вот, да, вот доказать свою квалификацию, целый год не можешь подавать на эту категорию. А вот что касается портфолио, у нас здесь масса вот таких льгот внутренних республиканских. Мы бережем учителя, поэтому действует доработка. Иногда доработка доходит до 3 раз. Да, первые доработки вызывали, да, Татьяна Константиновна, очень мощную эмоциональную реакцию педагогов. Но обратите внимание, вот тут, кстати, вот в свое время об этом говорила и Татьяна Дмитриевна. Вот раньше коллектив школы, да, там идет на урок учителю, да, все потом говорят, что так, что не так, да. Сейчас все, сходив на открытый урок, вежливо улыбаются, благодарят, скажут что-нибудь хорошее, доброе и расходятся. То есть даже на уровне собственной образовательной организации учитель не имеет возможности получить какую-то целостную, да, вот обратную связь. То есть фактически, получив ее раз в 5 лет, да, при аттестации, он, конечно, возбуждается, но потом имеет возможность доработать, совершенствоваться, что-то почитать, в чем-то разобраться, да. Вот. Как сказала одна учитель начальных классов, да я всю эту вашу Цукерман прочитала. Ну, я, конечно, удивилась факту прочтения того, что, ну, наконец-то человек, считающий, что работает в деятельной технологии, познакомилась, да, с творчеством доктора наук Цукерман, да. Но вот тем не менее, да, тем не менее, чаще выбирают портфолио. И, кстати, что самое интересное, есть возможность, да, вот что-то, ну, не 3 этапа, это нигде не прописано, это вот наше, да, такое. А если экзамен, то однозначно. А если экзамен не сдал тестовую часть, то нет. А вот есть еще часть, которая соответствует требованиям порядка аттестации, как раз пункт 36-37, кто не знает вдруг, да. То есть там он тоже прикладывает, да, какие-то свои публикации, определенный анализ, ну, то есть такое учителя иногда называют мини-портфолио. Да. Но без этого мини-портфолио комиссия республиканская аттестационная не имеет права принять решение, потому что экзамен сам по себе не является, да, не соотносится с основами аттестации. Вот. Так вот, если есть замечания вот ко второй части, да, вот представлению с приложением, не к автоматизированному тестированию, а именно вот то, что он прикладывает, да, к заявлению, то вот там тоже есть возможность доработки. Ну, то есть вот самое интересное, что здесь возможностей учителей много. Мы ведь портфолио вывешено с 2014 года, то есть учитель, который планировал аттестоваться в 2018, он 4 года мог знать, да, что ему делать. Но почему вот бывают реакции, да, в том числе эмоциональные, человек спохватывается в последний момент. И, конечно, в последний момент поди-ка, если ты никогда не анализировал, да, не прописывал проблемы детей, да, на этой основе не простраивал план внеурочной деятельности, на этой основе, да, не выстраивал учебные занятия, не проектировал действия детей. Ты это не сделаешь за, да, неделю. То есть, и пожалуйста, мы все-таки говорим о том, что в задачах аттестации сказано, что она направлена, да, в том числе на систематическое повышение, да, профессиональной квалификации. У меня нет данных, конечно, по именно филологам, но по своим субъективным ощущениям, по разговору с учителями, вот могу только одно сказать. Я так вижу вот такую тенденцию, что есть учителя, которые, значит, на вне категории, они просто берут большим количеством уроков. Есть такое. И не хотят идти вообще вот этой системе учительского роста ни в каком виде совершенно. Понимаете? То есть они предпочитают оставаться вот на соответствии, так называемом. Скажите, пожалуйста, Ольга Анатольевна, а студенты-выпускники в курсе об аттестации, о требованиях, вообще, вот, что они придут, они захотят зарплату себе повысить, и какие у них способы есть, кроме того, чтобы просто набрать много-много часов. И вот они приходят, и вот когда они понимают, вот все, что сейчас нам так ярко нарисовала Светлана Анатольевна, да, они пугаются. Они пугаются. И студенты пугаются меньше. Вот здесь я бы сказала, Татьяна Петровна, наоборот. Что говорят эксперты? Что вот так интересно, вот ребята вроде с небольшим стажем уже прорвались на высшую категорию, они описывают, да, очень четко именно то, что нужно. То есть они не забрасывают в портфолио килограммы как раз ненужных, да, вот бумаг, вот, а на всякий случай. То есть вот они этого не делают. И сейчас очень интересное как раз портфолио
есть молодых специалистов, ну, условно молодых, там стаж может 6-7 лет, вот, которые действуют иначе. Вот пугаются как раз зачастую учителя со стажем. И это объясняется целым рядом, на мой взгляд, закономерных причин. Да, есть, в конце концов, профессиональное утомление, да, то есть уже не хочется никому ничего доказывать, да, это тоже естественно. Есть еще предыстория нашей аттестации, да, когда у нас был период, аттестовывали целыми коллективами, боялись потерять педкадры, это конец прошлого века. Когда в 2010 году, да, стали апробировать форму портфолио, она превалировала к портфолио накопителю достижений, справки, дипломы. И если на уровне муниципалитетов и отдельных организаций учителю не было объяснено, что изменилось, и почему это важно, то учитель, предъявив опять эти справки, да, не понимает, а в чем же дело. Но вот я сейчас, может быть, скажу совершенно не позитивную, но тоже яркую, к сожалению, вещь. Да? Вот опять же, сталкиваясь с учителями, да, обнаруживаем, ну, примерно следующее. Причем учителя из разных образовательных организаций, элитных в том числе. Да? То есть обнаруживаем простейшую вещь, что вот мы просто банально вот не знаем перечня универсальных учебных действий детей. А как проектировать, да, какое-то действие-то, если, ну, ты его даже не читал? Ну, вот не читаем. Вот, а год-то у нас какой, да? И все, что касается требования к планируемым результатам по предмету, ну, уважаемые коллеги, ну, вот то же самое. Вот я не скажу, да, но процентов 35, опять же, 40, то есть относится к этому не вполне серьезно. А ведь на этом строится все проектирование образовательного процесса. Вот здесь есть проблема. И здесь нужна работа, как ни странно, на уровне организации. Такие образцы такой позитивной работы, вот они есть. Я знаю, что они в Воркуте есть, и в Сыктывкаре есть, и в Кайгородке они есть в Сыктывдинском районе. Когда вот садимся, да, с коллективом школы и читаем. Да, вот такое смысловое чтение очень полезно. Сегодня должна была бы прозвучать тема, это работа с педагогами внутришкольная, потому что все равно город, институт это достаточно редко. Самая основная работа она в школе еще на уровне самообразования. Да? Но тем не менее, к сожалению, вот у нас Сергей не приехал по какой-то причине. Нет, Екатерина Модестовна была, но... Екатерина Модестовна. Не, ну, наверное, был бы перегруз, и, наверное, вот сейчас, если вы анонс такой делаете, что вот как решаются эти проблемы, Екатерина Модестовна очень классно могла бы на примере начальных классов это показать, потому что это же можно делиться РМО, да, разными формами работы с педагогами, а в Сыктывдине все очень неплохо с этим. То вот в этой связи, да, вот анонс делайте, люди придут на следующий РМО. Ну, из наблюдений тех материалов, которые были в доступе за 2017, да, когда 16-17, да, сдавали экзамен. Очень коротко скажу, что предпочитают именно учителя-филологи в качестве аттестации. Получилось так, что в большинстве своем они предпочитают экзамен, и молодые предпочитают экзамен, учителя возрастные предпочитают портфолио. И, значит, компетентности, если сравнивать те, которые обнаруживаются, да, при сдаче экзамена, да, у филологов и при сдаче портфолио у филологов, да, они разнятся именно в силу возраста, прежде всего. То есть получается так, что учителя, которые из вне категории хотят шагнуть в первую категорию, так, то у них это легче получается через форму экзамена, они смелее на нее идут, они в себе больше уверены именно в тестовой части. Не столько в представлении, потому что там нужно показать то, что наработано, да, что наработано, а вот тестовая часть их не пугает, там большее количество баллов получают, вот, а минусом у них там чаще всего является вот эта методическая компетентность, это экспертная работа по детским работам ОГЭ и ЕГЭ, вот, и, собственно, сдача самого вот этого экзамена. Да? А вот и интересно, да, что у нас там представлены разделы нормативно-правовая, психолого-педагогическая, информационно-коммуникативная, которая бьет все рекорды на 90% результативность, да, информационно-коммуникативная. А учителей возрастных? Вот, ну, в целом я назвала, кстати, процент. А вот все, что касается предметной,
да, и методическое, вот они по показателям гораздо ниже идут, да, то есть здесь есть проблемы, и я уже в том числе назвала, да, вот некоторые из них, да, вот на границе предмет, метапредмет. Вот. И, уважаемые коллеги, нужно сказать, что Татьяна Петровна говорит об анализе той выборки, которую она брала по экзамену. Да, вот мы да, включались. Но портфолио вы всей совокупности не видели, да? Вот, всей совокупности не видели по числовым показателям. Но вот среди педагогов, да, которые сдают экзамены, конечно, чаще сдают вот молодые. Да, вот, им легче пережить вот этот однодневный стресс, да? 4 часа. Вот, да, когда нужно 4 часа сидеть, писать и так далее. То есть они вот делают такой выбор. То есть, понятно, прийти на экзамен учителю-стажисту, это нужно обладать определенными личностными качествами. Ну, как-то смелость, да, отважности. Я просто Это всегда да. вспоминаю, вот когда я в прошлом году была на конференции, посвященной предметной концепции, вот, то нас знакомили с этой системой, планируемой национальной системой учительского роста. И я помню, что там докладчик через каждые два предложения повторял: это не будет стресса, не стресс. Да, то есть он стоит себя уговаривал, что аудитория была огромная. Вот, но насколько я поняла, вот это просеивание, которое задумано, вот, многоэтапное, вот, у меня было такое чувство, что оно вызовет вот определенную как бы волну, которая оно и вызвало, да, то есть там был социальный такой вот определенный отклик, да, и, собственно, конференция, может быть, в этой связи состоялась. Вот. А что самое интересное в модели аттестации, да, в рамках НСУР, там они предполагают, что первый срез делается для выпускников. Да, то есть первый срез делается для выпускников, измеряются их компетенции, да, то есть их готовность работать в школе. Ну, и здесь очень есть разные точки зрения, в том числе и профсоюзов, да, вот в образовании Республики Коми, которые ярко заявляют, что у нас молодежь тоже в очередь в школу не стоит, да. Так что вопросов много. И как раз вот та система аттестации, которая действует у нас в республике, она максимально старается учесть наши особенности и сберечь наши кадровые ресурсы. Вот отсюда эта система доработки, да, которой, уважаемые коллеги, не стоит пугаться, еще раз вот объяснять, что происходит, потому что за учителем, даже если вот он сейчас не доработал до высшей категории, ему была присвоена первая, но фактически в течение полугода, при особых обстоятельствах года, остается право, да, доработать вот именно то портфолио, которое было заявлено. Кстати говоря, сама система НСУР, она предполагает, что учитель, который не прошел вот это первое испытание, он потом будет всячески обласкан, что называется, поддержан. Нет, давайте сейчас не путать, да, нашу республиканскую, действующую сейчас пока до 2020 года, а про НСУР, да, очень много говорили, но мы пока не видели, да. Мы знаем, что пока учителя это сдавали в режиме ЕГЭ, мы знаем, что материалы, да, есть на руках только у экспертов, что даже регионы-пилоты их не имеют, мы не имеем возможности пока попробовать. Те задания, которые видели мы, ну, даже особого смысла нет их показывать. Я показала даже психологам задания по психолого-педагогической компетентности, они его решить не смогли. Да, потому что, не потому что вот прям некомпетентны, да, совсем, а по той причине, что было заявлено в очень неопределенном вопросе. То есть неясно, что и измеритель хочет выяснить, да. Вот, поэтому пока, да, вы правы, что с НСУР все очень непонятно. У меня тоже такое впечатление, что пока заявлены какие-то общие цели и сделаны шаги, которые снизят вот эту напряженность, вот, но конкретики там просто нет, потому что тоже общение с представителями регионов-пилотов, они не дают вот какой-то такой информации, которая может конкретно указать вообще, что ждет педагогическое сообщество. Вот у меня, например, такого впечатления нет. Я, правда, серьезно этим не занималась, поэтому будем смотреть, а пока, наверное, да, действительно жить со своим. Пока нужно использовать ресурсы того, что у нас есть, и понимать, что аттестация – это не акт,
да, вот когда нужно да, чего-то там, да, вот набросать в это портфолио, чтобы категорию дали и зарплату платили, да, это возможность в том числе, да, вот к развитию своему профессиональному, возможности подготовки к тем изменениям, которые могут быть в России. Потому что, как сказали разработчики, а идея-то была такая, ну, давайте хоть выпустим одно поколение учителей из вузов, которые все это смогут. Время не стоит на месте, да, школьники постоянно, да, меняются, поэтому должны быстрее меняться и учителя. И позвольте мне здесь в этой связи еще реплику. Поскольку мы заговорили об аттестации, и вот те действующие модели и портфолио экзамена являются в том числе стартовой площадкой для разработки тех курсов повышения квалификации, которые на сегодняшний день мы имеем. Потому что именно аттестация выявляет те дефициты, которые испытывают на уровне нашей республики педагоги. И, конечно же, разработка очень многих тех вот модулей, которые сейчас внесены в программу, была произведена именно по результатам аттестации педагогических работников. Поэтому в этой связи, конечно, вот такой тандем, который работает аттестация и затем уже повышение квалификации, но как раз должно быть с точностью наоборот, да? То есть педагог, который готовится к повышению, к своему профессиональному росту, то есть желающий повысить... Осуществляет его. Да, осуществляет его. Он должен прежде всего, наверное, выявить, да, у себя вот эти дефициты, о них задуматься, повысить квалификацию, ну, а потом уже развиваться вот в дальнейшем. Ну, это еще одна, да, из наших особенностей. Если действительно резюмировать то, о чем сказала Татьяна Дмитриевна, то прежде всего, да, вот в очных модулях стараемся, насколько это можно в дистанционных. У нас преподаватели буквально показывают, да, то есть вот мы сейчас с вами спроектировали то-то, то-то, вот как это может выглядеть вот, да, вот в аттестационном портфолио, как здесь имеет смысл сформулировать. Но, в принципе, вот, наверное, на курсах мы видим учителей, которые, ну, вот, с которыми, может быть, в недостаточной мере осуществляется работа, вот, скажем, в школе, да, в муниципалитетах. Хотя я признаю, да, вот тут самые моменты, Татьяна Петровна, да, и Татьяна Константиновна здесь доказательством, да, вот коллеги, что, безусловно, сейчас школа, да, вот, перегружена рядом бумаг, да, с которыми необходимо работать. Ну, безусловно, больше тут нагрузка на завучей, но есть и эта составляющая, да, где вроде бы акцент начинает смещаться с профессионального развития на то, чтобы что-то где-то нужно вот сдать и отчитаться. Есть, к сожалению, такая тенденция, и она не первый год. Ну, еще хочу, я думаю, вопрос, скорее всего, был бы задан, поскольку мы проходили с вами проверку наших профессиональных компетенций, вспомните, да? И потом в начале года этого учебного было заявлено, что такая проверка будет еще и в этом году. Но, к сожалению, вот и так вот подвисшим осталось, то есть должны были провести тоже филологи и математики, пройти еще раз через это квалификационное испытание. Потому что ведь и там дефициты обнаруживаются. Нам очень общо дали, вот просто дали один буквально слайд, где вот была некая непонятная довольно диаграмма, вот, а больше ничего. Татьяна Петровна, давайте еще раз обратим внимание, да, дети общими усилиями, учитель и репетитор, да, вот сдают экзамены. Ну, будем называть вещи, да, своими именами. И, соответственно, когда вот, да, вот РИЦОКа представляет, да, вот какие-то тенденции на уровне муниципалитетов, школ, классов, да, связанные, да, с дефицитами у детей, да, очень легко представить, да, вот где, собственно, есть и дефицит, наверное, вот формирования этих умений у детей. Нет, безусловно, есть задания повышенного уровня, я никоим образом не отрицаю, но я просто хочу напомнить про этот механизм. То же самое, да, при представлении материалов самоанализа в портфолио, да, если я анализирую, да, и если я знаю, каких детей, чего, какие умения, в чем есть сложности, то есть тут тоже, да, все в руках учителя. И, наверное, перекладывать ответственность на то, что кто-то придет и измерит мою компетентность, да, ну, наверное, тоже не совсем верно. Ну, вот здесь немножко не соглашусь. Я не сомневаюсь. Я все время слежу
за результатами вот этих ЕГЭ и ОГЭ. То есть работаю с учителями, показываю сопоставительную диаграмму. Вы знаете, у нас дефицита у детей почти не осталось. Здорово. Да? Представляете? Да. И поэтому как раз именно это, меня это как раз настораживает. Понимаете, у нас скачок с прошлого года почти на 30-40% по некоторым критериям, да? Это связано с тем, что очень долгое время контрольно-измерительные материалы существенно не изменялись. Об этом говорят сами разработчики, что они перестают быть валидными в плане оценки качества образования. Для того, чтобы валидно оценивать это все, материалы должны постоянно меняться. Потому что, это не секрет. Мы научаемся, извините, натаскивать на определенные вещи детей. Это не секрет, это говорят сами разработчики этих контрольно-измерительных материалов. Речь идет не об этом, не о тестовых заданиях. Я говорю, задание 26. Знаменитая часть вторая, то есть без текстов, и где натаскать весьма-весьма, так сказать, проблемы. Хотя бы потому, что когда работают с учителями, они некоторые вещи не умеют. Экзамен это подтверждает, а дети умеют. Я вот эту вилку себе объяснить не могу. То есть если дети умеют, а учителя не умеют, то как это складывается? Общими усилиями, Общими усилиями. Так, значит, вопрос тогда, будут ли у нас экзамены, я понимаю, повис в воздухе, но не снять с повестки дня. Поэтому как раз было написано на весну. И поэтому, чтобы вот это не было такой потом неожиданностью, неприятной неожиданностью, просто напомните, потому что это об этом говорилось на уровне министра, не на уровне министра, совещания при министре, по-моему, да. Вот. Ольга Анатольевна, спасибо большое, что нас навестили. Я думаю, что, слушая нас, вы уже многое для себя тоже узнали нового. Так ведь? Я так полагаю, да. Я надеюсь, что наше с вами сотрудничество как раз получило тот самый необходимый импульс, так, и мы еще будем с вами встречаться. Так, спасибо всем, уважаемые коллеги. Значит, и я так полагаю, что вопросов в чате у нас нет, только пожелания доброго дня. Я вам все слушаю. Ну, во всяком случае, слушали все время, да? Слушали. Всем большое спасибо за участие. Приглашаем вас на июньское заседание РМО, где мы постараемся с Натальей Станиславовной подвести итоги этого года, именно деятельности РМО. Ну, там уж что там, какие итоги получатся. Всем до свидания. Спасибо за внимание.